Taking the nut, cause I almost won. Gonna put you on your back so you can see the sun. It's a friend rap, and it's playing you well. Like shit, take it home, man. Get down, I'm on the Hellman Street. Gonna start on the roof, explode in the playoff week like the hurricane. Здравствуйте, любители панкратиона, здравствуйте, любители боев без правил. Мы вам предоставляем матчевые встречи между сборными Республики Саха-Якутия и Республики Бурятия. Итак, в течение 2 часов мы будем говорить много о панкратионе, будем смотреть красивые бои. И перед тем, как начнутся матчевые встречи между сборными командами, мы вам предоставим рейтинговые бои. Это мы начинаем с церемонии открытия. Сейчас церемонии открытия выходит сборная команда Бурятии. И сейчас выйдет сборная команда Республики Саха-Якутия. У микрофона спортивный комментатор Олег Марков. И помогать мне комментировать схватки будет Лукин Семен Владимирович, уважаемый человек среди панкратиона, заслуженный тренер по восточным единоборствам, президент Федерации панкратиона Республики Саха-Якутия, организатор турнира. Семен Владимирович, добрый день. Итак, добрый день. Давайте начнем с того, что с чего пришла идея у нас в Якутии провести вот такую матчевую встречу. И как мы видим, матчевая встреча получилась очень интересная, пришло столько зрителей, а те зрители, которые не пришли, к сожалению, не смогли попасть в число счастливчиков, очевидцев, обязательно посмотрят этот диск и убедятся, насколько сегодня развит у нас панкратион. Здравствуйте, дорогие зрители. Дело в том, что вот идея пришла еще в 2008 году или 2009, я точно не могу сказать. В городе Омске проходил чемпионат мира по панкратиону среди молодежи, среди любителей. И там вот, мы встретились с Виталием Викторовичем Хавтареем, руководителем спортивной организации спортивной команды Бурятии. И вот тогда идея, и возникла, что вот как-то надо нам делать так, чтобы обе команды встретились. Или на их территории, или на нашей. Итак, дорогие телезрители, вам предоставляют список участников. Это пара весовой категории до 60 килограмм. Представитель Республики Саха-Якутия Тимур Третьяков. Против него выйдет на ринг Алдар Буданаев из Республики Бурятия. Это весовая категория до 60 килограмм. Весовая категория до 65 килограмм. Это получится 11-я пара. На ринг выйдет из Республики Саха-Якутия Александр Зайцев. Он будет представлять Республику Саха-Якутия, но наши телезрители, любители спорта его отлично знают. Он очень успешно выступал по любительскому боксу, у него есть кое-какие успехи, и вот он пробует свои силы именно в панкратионе. Против него в весовой категории до 65 килограмм выйдет Евгений Межиков из Бурятии. Он представляет боевое самбо. Да, в основном, как вы сказали, сборная Бурятии представляет боевое самбо, да? Они представители в основном боевое. Да, будет очень интересно, так как у нас будут в основном представлять бокс, как и вот этот молодой человек Иван Хлопков из Республики Саха-Якутия, тоже любители спорта его отлично знают. Он он как и боксировал на ринге, так и работал тренером в детской и юношеской спортивной школе. Ну а против него выйдет представитель Бурятии Евгений Савончик. Так, весовая категория до 76 килограмм. Республику Саха-Якутия будет представлять Мурат Исупов. Да, вот он давно у нас берется по панкратиону. Довольно-таки тоже успешные успехи, в этом поприще. Опытный боец, одним словом. Против него из сборной Бурятии будет Даржо Лупсанов. Вот мы видим его на своих экранах. Очень оригинально кланяется. Да. Видим, очень уверенный в себе молодой человек. Ну, посмотрим, ринг покажет. Да. Для этого и собрались. Ну, как бывает всегда в спорте, друзья вне ринга, соперники на ринге. Так, посмотрим, что получится. А вот представитель Якутии в мастерске Мегина Кангаласского улуса. Это представитель весовой категории до 84 килограмм Артур Обилбеков, Республика Саха-Якутия. Против него Константин Балаганский, Бурятия. Константин Балаганский представляет боевое самбо, а Артур Обилбеков довольно-таки опытный боец, он двукратный чемпион мира по универсальному бою. Ну и, соответственно, последнее выступление у него битва под Москвой, в Москве он выступал.
проигрывал как раз Галию Венеру, нашему чемпиону мира, который вот сейчас в России очень известный. Ну, это самая тяжелая весовая категория, свыше 90 килограмм. Нашу республику представляет Александр Моторин. Ханга. Да, он представитель Ханги. Против него Михаил Рубцов, Бурятия. Темная лошадка, скажем. Итак, вот мы просмотрели всех участников матчевой встречи. Вот эти ребята вот в скором временем выйдут на рынке и будут защищать свои республики. Естественно, мы будем болеть за своих ребят, а сейчас главный судья Семен Владимирович скажет напутственные слова участникам. Генеральным спонсором этого турнира выступил салон швейцарских часов династии. Как бы, пользуясь случаем, мы приносим свою благодарность за помощь в проведении этого турнира. Зрителей много, как я вижу, вот, даже инвалидная коляска. Очень волнительный момент для участников. Стоят на ринге против друга, оценивают друг друга. Несмотря на то, что тренеры советовали им до того, как они выйдут на ринг, какую тактику избрать, я уверен, что спортсмены сейчас стоят, волнуются, смотрят на своих соперников и сейчас на ринге придумывают, оценивают своего соперника и, естественно, сразу же приходят мысли, какую тактику избрать против него, длинные руки или короткие руки. Ну, это как бывает обычно. Визуальное изучение соперника. Да, визуальное изучение соперника. Итак, дорогие друзья, гимн Республики Саха-Якутия. Вот и прозвучал гимн Республики Саха-Якутия. В скором времени спортсмены поднимутся на ринг. А, дорогие телезрители, надо вам обязательно объяснить то, что будет сегодня на ринге 15 пар. И первые 9 пар это будут ребята биться за рейтинговые бои. Так что именно с 10-й пары начнется матчевая встреча. А сейчас, дорогие телезрители, мы вас призываем к рейтинговому бою весовой категории до 60 килограмм. На ринг выйдут Станислав Жирков, он будет представлять спортивный клуб Уранхай, и против него Станислав Константинов из Горного Улуса. Вот мы на экране видим Станислава Жиркова. Он представляет спортивный клуб Уранхай, тренер Игорь Попов, который в данный момент ему секундирует. А вот в синих трусах против него выходит представитель Горного Улуса Станислав Константинов. Сейчас мы видим Станислава Жиркова, как он уверенно входит в ринг. Естественно, ребята волнуются. И вдвойне, наверное, волнительно то, что они открывают этот вечер. Ну да. Они первыми выходят на ринг. Евгений Янков на ринге. Он будет... Нет, извините, Герман Янков, брат Евгений Янков. Извиняюсь, Герман Янков, да, он будет судить эту встречу. Спортсмен из синего угла, у которого более длинные шорты,
Он представляет горный улус Станислав Константинов. Тот, который в коротких шортах, Станислав Жирков, чтобы вы не путали. Итак, начинается первый раунд. По регламенту будет 2 раунда по 5 минут. Если не выявят в течение 5 минут победителя, то будет и третий раунд. Да, ребята очень жестко начинают встречу, без изучения, без какой-либо опасности, сразу бросаются в бой. Да. Тут видите, тут уже, кажется, они начали, вот как вы правильно сказали, начали сразу бой. Видно, не опасаются. Ну, посмотрим, что, как это, ринг покажет. Да, ну вот мы посмотрели, как сразу с первых же секунд они ринулись в бой. И сейчас где-то 30-секундный, минутный перерыв. Вот это именно, наверное, изучение бойца. А первый порыв, это, наверное, был какой-нибудь психологический такой, да? Да. То, что вот ребята волновались и сразу же ринулись в бой, чтобы вот отступило волнение, как все спортсмены обычно говорят, сразу с первых же секунд, как начался бой, теряется волнение и уже начинаешь уже на ринге. Ребята уже вошли в клинч, кажется, уже. Ну и тут уже, кажется, я думаю, они сейчас о другом о ничем не думают. Уже все мысли направлены на то, что как победить и то. Ну тут дело и психологическое, кажется, настоит спортсмена, кажется. Бывает, что спортсмен заходит, забывает все, что знает. Бывает, наоборот, мобилизуется и применяет все, кажется, свои приемы, то, что... А бывает, спортсмен сгорает до того, как выйдет на ринг. Это спортсмен называется заячья болезнь. Еще перед тем, как выйти, уже как человек ищет причину, если проиграет, почему он проиграл. Сейчас вот это спортсменов, то, что вот это положение в партере было за рингом, да. Рефери их по правилам как бы к середине ринга. И в таком же положении начинает свои движения. Естественно, так как это панкратион, будет очень много таких моментов, когда спортсмены будут биться в партере. Это очень важный элемент этого вида единоборств, так как кто-то может умело сохранить свои силы в партере, а кто-то просто истратить свои силы, так как мы все знаем, что в захвате тратится больше сил, чем без захвата. Тут еще нюанс, то, что вот в партере не больше 1 минуты дается работа в партере. Если вот в начале 90-х годов они лежали, хоть весь период боя могли лежать в партере, то сейчас по нынешним правилам не больше минуты. Если никаких действий в партере спортсмен не производит, то поднимает стоит. И, соответственно, появилось больше шансов у спортсменов, которые владеют хорошо ударной техникой. Мы видим очень красивый бросок Станислава Константинова. Ну, ребята представляют республику Саха-Якутия, и, как мы знаем, все якутские ребята с детства начинают заниматься вольной борьбой. Если они не занимаются профессионально, то обязательно выступают в школьных соревнованиях по Хавсагае. Да. Так что на уровне, короче, первый разряд любой представитель нашего народа всегда борется. Вот мы видим броски красивые с того же Хавсагая, с той же вольной борьбы. И надо обязательно отметить для тех, кто может не очень много смотрел панкратион, то что здесь победа присуждается или нокаутом, или удушением, или болевым приемом, а также по истечению времени, как говорится, по баллам. Да. Может присудиться. Там за боковые судьи как решат, кто был активнее, кто, кажется, более зрелищным, если вот все 3 раунда не выиграют победитель. Именно в таком положении очень много сил затрачивается у спортсмена, чтобы перевернуть соперника, чтобы оказаться в выгодное положение. Вот хороший удар был коленом, но по цели не попал. И соперник хорошо ушел. Чувствуется боксерская школа Константина. Да, прошло уже примерно половина раунда. Соперники уже хорошо узнали друг друга, кто что может, какие тактики уже в голове у каждого крутится, как надо дальше биться, как надо бить. Вот какой хороший удар видим. Станислава Константинова, представителя горного улуса, и рефери останавливает бой, и это означает нокаут. Вот, видите, как хорошо попал левой, да? 2 удара, левый боковой, правый боковой.
Я считаю, что рефери очень грамотно, правильно остановил бой. Да, красивая победа Станислава Константинова. Поздравляем мы его с этой победой. Ну а Станислав Жирков, мы уверены, в скором времени опять выйдет на ринг, и не стоит расстраиваться. Спорт есть спорт. Естественно, есть проигравшие, есть победители. Ну, а мы, дорогие телезрители, увидели с вами красивый бой. Сейчас уже вторая пара того же веса, 60 килограмм. Да, Вячеслав Сидоров, он будет представлять спортивный клуб «Уранхай», а также представитель Федерации айкидо и джиу-джитсу, Да. Никонов Альберт. Да, тоже оба представляют республику Саха-Якутия. Вот красного. Сидоров. С красного угла выходит Вячеслав Сидоров, спортивный клуб «Уранхай», а вот в черных шортах уже на ринге ждет своего соперника. А вот представитель Федерации айкидо и джиу-джитсу Альберт Никонов. Ну, мы по лицу видим, как спортсмен очень молод. Да, он Альберт Никонов. Я хочу добавить то, что вот Никонов вот первый раз выходит на ринг в этом стиле, скажем, борьбы. Ну, посмотрим, что покажет молодой спортсмен. Главное начать все равно. Рано или поздно когда-то надо начинать. Главное, надо набраться храбрости, Да, чтобы выйти. Да, выйти на ринг. Ну, сейчас посмотрим, что такое школа айкидо и джиу-джитсу. Как мы все в 90-е годы смотрели, что такое джиу-джитсу в исполнении Ройса Грейса, да? Это идет. Бразильская школа. Да, как он в восьмиугольнике именно своими приемами, своими волевыми приемами валил очень грозных соперников. Несмотря на габариты. Да, несмотря на габариты, а сейчас мы увидим, что такое джиу-джитсу в исполнении якутских ребят. Ну, очень выгодная позиция сейчас была у Вячеслава Сидорова. Вот тут он допустил ошибку, стал как бы спиной, и вот Не защитил шею. Да. И вот Удушающий. соперник, кажется, воспользовался этим. Да, очень быстрый бой. Ну, как говорится, с крещением. Альберт Никонов. Естественно, он в следующий раз не допустит такой ошибки. Да. И, наверное, сам удивился, что вот против таким же приемом, как и в джиу-джитсу, его победил его соперник Вячеслав Сидоров. Поздравляем Вячеслава Сидорова. Получилась очень быстрая победа. Мы рады, что победа и этот бой завершился без травм. Я хочу добавить то, что вот джиу-джитсу я воочию видел на чемпионате мира в Бразилии, город Сан-Пауло. И я хочу добавить то, что вот почему вот бразильские представители джиу-джитсу, дзюдо очень развито у них. Вот, потому что, оказывается, после 45-го года, после Второй мировой войны, единственная страна, которая дала период Японии, это Бразилия. И у них до сих пор безвизовое сообщение, и там, скажем, какая-то часть населения японцев выходцы с Японии. Когда я вот там был, меня не принимали за иностранца, считали, что я тоже японец. Поэтому очень видно развитые школы джиу-джитсу и дзюдо в Бразилии. Как мы знаем, дзюдо переводится на русский язык как «короткий путь». И очень много победителей боев без правил, восьмиугольников, которые занимаются именно этими видами спорта. Ну, естественно, тот человек, который занимался дзюдо и джиу-джитсу, чтобы выйти на ринг, и должен изучать и другие виды единоборства, чтобы и стойки мог оказать достойное сопротивление. Так что все бойцы, которые выходят на ринг, они очень разносторонние, надо сказать, да. У них не только, например, бокс, они обязательно должны изучить технику борьбы, как дзюдо, так вольной борьбы. Итак, выходит весовая категория до 65 килограмм, это третья пара. Иван Максимов, Горный Луз, и против него выходит Сергей Назаров, спортивный клуб «Уранхай». Иван Максимов на ваших экранах, он выходит с красного угла, и Сергей Назаров, вот, Сергей Назаров вышел с синего угла, у него синие шорты. Да, очень хорошие удары ногой. Видимо, школа тайского бокса присутствует где-то. Да, вот видите. И хороший бросок сделал. Да, проход в обе ноги. Классический бросок вольной борьбы. Да, очень вот интересный бой начался. Назаров до этого проводились вот рейтинговые бои тоже. Там выиграл один маленький турнир. Соответственно, уже кое-какой опыт есть поступления.
Панкратиона. Пытается он, видите, вот, сделать прием решающий. Посмотрим, что поставить представитель горного ула. Удушающий прием. Но тут ведь у него ошибка, он должен был выправить спину, вытянуть, чтобы кажется его. А у него спина согнута, и поэтому посредством руки вряд ли он сможет там что-то сделать. Друзья, одноклубники советуют своему товарищу. Мы видели на экранах Вячеслава Сидорова, который до этой схватки. И вот на ваших экранах Иван Максимов с красного угла. У Ивана Максимова. О, очень хорошие были удары ногой. И одним ударом как раз поймал соперника, когда он раскрылся. Сергей Назаров отправляет своего противника в нокаут и еще добивает лежачего правой рукой. Видите, как красиво с разных ракурсов показывается этот удар. Вот коронный удар справа, вот этот вот человек, который начинает бить лоу-кик, очень хорошо применял в свое время Василий Васильев, наш известный боксер, заслуженный мастер спорта. По кикбоксингу, трехкратный чемпион мира. Ну, вообще говорят, классика, да? Когда Да, спортсмен классика. начинает бить ногой. Да, вот именно поймать его справа. Да, надо его поймать справа. Что мы воочию увидели. Да. Как Потому что грамотно. когда спортсмен производит удар ногой, он в какую-то секунду раскрывает свою челюсть, Да, и именно да, надо попасть. Видим, как сильно получил спортсмен. Видим, тяжело держаться. Итак, это был представитель спортивного клуба «Уранка» Сергей Назаров. Ошибка его при ударе лоу-кик, он не смог при ударе справа защититься вот предплечьем, свой подбородок. Соответственно, вот и воспользоваться этим вот соперником. Вот спортсмен, который победил этот бой, извиняется перед соперником. Естественно, он не хотел ему нанести такой травмы, но, как говорится, победа любой ценой. Да, спорт и спорт. Да, спорт есть спорт, и мы надеемся, что Раз очень скоро выздоровеет. Раз зашел на ринг, должен ожидать этого. Мы это сразу с первых же секунд видели, как очень нацеленно, очень жестко шел Иван Максимов ногой. И, естественно, вот во время минуты где-то Сергей Назаров оценил это все действие. Наверное, тренеры подсказали. Он провел где-то ударов 5 ногой. И, естественно, после этого сделал себе следующие выводы, что надо обязательно встретить его правой. И поставленная задача выполнена. Что мы увидим? Да. Ну, это были рейтинговые бои. Сейчас, дорогие телезрители, перед вами будет церемония награждения. Это президент Федерации айкидо и джиу-джитсу Геннадий Токарев производит награждение. Победители первых боев, первых пар. Это Станислав Константинов, горный улус, который тоже не менее красиво выиграл у своего соперника. Но, как мы видим, пока что все бои заканчиваются в первом раунде. Он выиграл у Станислава Жиркова, спортивного клуба «Уранка». А также победитель второй пары, это Вячеслав Сидоров. Он тоже представляет спортивный клуб «Уранка». И третий бой выиграл Сергей Назаров. Сергей Назаров тоже представляет спортивный клуб «Уранхай». Фото на память. Да, фото на память. Естественно, это заслуженные награды. Они, естественно, упорно очень тренировались, трудились, чтобы здесь выйти на ринг. Естественно, волнительно выходить на ринг именно перед своими зрителями, когда на трибунах сидят твои друзья, близкие, родственники. Все болеют и переживают за тебя. И преодолев весь этот натиск, они стали победителями в своих парах, с чем мы их и поздравляем. Ну а сейчас, дорогие телезрители, мы продолжаем. И сейчас на ринг выйдет четвертая пара бойцов. Это Сергей Слепцов, представитель спортивного клуба «Уранка», и Егор Васильев, он представляет Жиганский улус. И мы видим, с красного угла выходит Сергей Слепцов. Вот, с синего угла представитель Жиганского улуса Егор Васильев. Вот тут надо отметить, что вот у нас вот
последние годы вот в Улусах стали ребята тоже тренироваться вот по этому виду спорта. Я надеюсь, что это они на этом не остановятся и найдутся люди, энтузиасты, которые дальше будут развивать вот этот вид спорта. Получается, тогда вот, Егор Васильев тренируется у тебя в Жиганске? Да, скорее всего. Мы знаем Жиганск как очень спортивным улусом, так как оттуда наш прославленный борец, олимпийский чемпион Роман Михайлович Дмитриев. Да. И начинается первый раунд. Это вес у нас. Это весовая категория до 65 килограммов. А другая пара уже. Да, вторая пара. Прием в бедро не прошло, удар коленом получил. Довольно-таки резво начали они, ребята. Бой. Положение снизу надо хочет вернуться Егор Васильев, но очень крепко его держал в данную минуту Сергей Слепцов. Вот, закручивает обратно, хочет взять на удушающее, но останавливает рефери и продолжается бой в стойке. Какой удар получил. Слева, да? Да, слева, но удержался. Сейчас надо идти в клинч, чтобы не пропустить второй. Естественно, после такого удара нужна маленькая передышка. Вот я считаю, вот это вот в таком же положении вот, бесполезно что-то сделать, что сверху, что снизу. И, соответственно, вот рефери правильно что подумает, что продолжать будет. Опять тот же удар. Опять левый. Берет за голову. Здесь маленькая ошибка вот Сергея Слепцова, то что когда берет за голову и хочет произвести бросок через бедро, он инфиксирует руку. Ну, естественно, соперник ему это не дает. И очень сложно с такого положения уронить соперника, чтобы чисто на лопатку полетел. Но видим, все-таки результат достигнут. На мост хочет стать Егор Васильев, но это в вольной борьбе хороший прием. А тут уже надо другие какие-то действия делать, чтобы достичь. Да, вот в предыдущем бою очень красиво показывал Иван Максимов, как надо проходить в обе ноги, поднимать соперника эффективно. Ну а в таком положении тоже ничего практически не сделаешь, потому что очень плотный захват, и естественно соперник тоже сопротивляет, защищается, и очень сложно. Удар правой. Это ставит Егор Васильев. Какой бросок. Бросок хороший. В вольной борьбе оценивался бы в 5 баллов. Да, ну здесь, по-моему, пошло удушение. Если хорошо зафиксировать эту руку, которая вот находится. Классическое удушение могло бы быть, но чуть-чуть центр веса находится чуть позади. И опять сверху начинает работать представитель спортивного клуба «Уранка». В первых минут мы видим, он более результативно действует в этом отрезке времени. Посмотрим. Панкратион очень неожиданный вид спорта, как нам уже показали предыдущие бои. Все может решить один удар. Особенно среди новичков бывает так. Сергей Слепцов попадает своими ударами. Но Егор сейчас держится молодцом. И вот проводит бедро. Как я говорил, уже на этот раз прихватил руку. И со стойки он сразу налетел на лопатки. Ну сейчас надо работать сверху. Видите, очень сложно работать в такой ситуации, оказывается. А так, если вот мы сидим сейчас здесь, дорогие телезрители, вы сидите у себя дома и думаете, что как легко, наверное, вот с такого захвата, вот с такого положения бить. Ну, как мы видим, на деле это оказывается очень сложно, и это показывает нам уже четвертая пара
И именно вот такого захвата очень сложно бить, и рефери поднимает соперника в стойку. Удар коленом. Левой попадает. А правой попадает. К концу идет первый раунд. Очень откуда идет Егор Васильев. Тут спортсмены подустали уже. Да, видно, Да, что подустали. сказывается у него бойцов. Оу! Левый, правый, как говорили. Все в цель. Двоечка, как у боксера обычно Да, говорят. двоечка. Ну, Егор Васильев держится молодцом, не упал. Как мы видели, он немало ударов пропустил. Сергей Слепцов, ну, на наш взгляд, действовал более эффективно, он более мощнее проводил свои удары, его удары попадали в цель. Вот закончился Вот хороший первый раунд. бросок. Да, вот хороший бросок. Такой же бросок сделал, Вот если вы левый, помните, правый. против Федора Емельяненко. Гейра, или как Бразилия. Да. Вот второй раунд. Сейчас будет второй раунд. Очень важно настроиться после первого раунда, правильно услышать советы секундантов. Наверняка очень нелегко услышать их, наверняка очень нелегко сосредоточиться за эти 30 секунд, которые отделяются для секундантов. Естественно, 30 минут, которые дают на передышку, это не только для спортсменов, но и для секундантов, чтобы вовремя дать правильные наставления. Вот спортсмены раз за разом идут в захват. Да, видим, что немало ударов пропустил Егор Васильев. Рассечение. Да, правой щеки рассечение. Рефери сейчас остановит и, наверное, посмотрит. Посмотрят врачи. Не мешайте обязательно врача. Что скажут врачи? Вот, советуют своему воспитаннику тренеры, как надо действовать. Ну, как мы видим по жестам, бей со стойки, не входи в захваты. Вот, видим, не одно рассечение Да, у него, не уже одно, 3 рассечения. Вот, когда была первая, видели, как мы попал на двоечкой. Ну, а вот врач, который подошел к Егору Васильеву, его зовут Дмитрий Тимирдяев. Он отлично в свое время выступал под дзюдо. Вот он, да, снял Егора Васильева в связи с травмой. Ну, видим, что ему досталось представителю Жиганского улуца. И мы поздравляем Сергея Слепцова, да, провел очень красивый бой, очень уверенно держался на ринге. Да, и заслуженно, я считаю, выиграл этот бой. Да, заслуженно выиграл, и, думаю, правильно поступили и рефери, и врач, что остановили этот бой вовремя. Тут главное наша цель, чтобы спортсмены не получали увечья и травмы большие. Так, сейчас выйдут представители пятой пары. Это более тяжелая весовая категория. Весовая категория до 70 килограмм. Город Нерюнгри будет представлять Руслан Абдуллаев. Он с красного угла только что вышел на ринг. А на ваших экранах стоит Тарас Неустроев, спортивный клуб «Уранхай». Я хочу добавить, вот Руслан Абдуллаев представляет спортивный клуб «Неваза», где тренером Иван Пуляевский. Олег, насколько я знаю, вы вместе тренировались раньше с Да, Иваном Пуляевским под дзюдо. Поэтому должны знать его. И сейчас посмотрим, что покажет Руслан. Тарас Неустроев, тоже, как я знаю, он представитель вольной борьбы. В свое время занимался вольной борьбой и достаточно успешно, надо сказать. Ну, кроме основной работы, он работает в дежурно-постовой службе в ГАИ. Кроме основной работы, видим, что парень занимается Ни одной работы, как расскажи. Да. Для тела, для здоровья, для себя. Таким красивым видом спорта, и видим, как жестко начинает Руслан Абдуллаев. Хороший лоу-кик. Да, правый, хороший лоу-кик. И, наверное, очень неприятно сразу получить в начале такой жесткий лоу-кик.
Да, очень жесткий, как мы видим сразу Руслан Абдуллаев, он это дал понять сразу с первых же секунд. И видим, мы сейчас обязательно в повторе посмотрим, какой же удар попал точно в цель. Слева боковой он попал. Да, слева и боковой был, потом добивание коленом, по-моему, будет. Да, такой нокаут и очень быстрая победа Руслана Абдуллаева. Это даже на этом турнире, мне кажется, самый один из быстрых победок. Вот слева. Ага. Вот, попал слева. И вот, колено да, пошло, да. Именно удар коленом, по-моему, и вот, да, удар вот коленом. Завершающий как бы. Да, завершающий. Ну, Тарас Неустроев поднялся. Но бой не будет продолжен. Мы поздравляем Абдуллаева Руслана. Он представитель города Нерюнгри. Спортивный клуб Неваза. Да, спортивный клуб Неваза. Как мы сказали, представитель, ну, его тренирует Иван Пуляевский. Он мастер спорта по дзюдо. Как мы знаем, по этому виду спорта у нас не так уж много мастеров. Это очень сложный вид спорта, не только для Якутии, но и, наверное, для всей России. Недавно к нам приезжал Дмитрий Носов, призер Олимпийских игр. И даже то, что вот призер Олимпийских игр по дзюдо такой знаменитый, и то, что он ездит по городам России, показывает мастер-классы, это о многом говорит. Например, во многих видах спорта есть очень много олимпийских чемпионов, которые не прокрученные, да? То, что вот по дзюдо очень сложно выполнить, например, норму мастера спорта или стать олимпийским чемпионом. Вот Иван Пуляевский вместе с ними тоже бывал на сборах с Дмитрием Носовым, да, Тамерланом Кменовым, так что очень опытный в своем виде спорта. Выпускник института дзюдо Майкопа. Да, единственный институт дзюдо в России, в Майкопе. И вот мы видим, как его воспитанник очень красиво и быстро выиграл встречу в своей паре. Да, именно это была весовая категория до 70 килограмм. Итак, дорогие телезрители, дальше тоже весовая категория до 70 килограмм. Вторая пара. С красного угла выходят Вадим Максимов, Горный Улус, и Спартак Обутов, Эвено-Бутантайский Улус. Да, Спартак Обутов это тот, кто ближе к нам. Он с синего угла руку поднимает. Вадим Максимов, представитель Горного Улуса. Спартак Обутов, насколько я знаю, раньше занимался вольной борьбой. Как мне говорили его земляки, что он бывший борец, который вот соперник его, он уже Горного Улуса, значит, хорошая школа бокса. Да. Это уже как классика. Если из Горного Улуса, значит, наверное, хорошо стреляешь из лука или хорошо боксируешь. Да. Как бы основные виды, да, которые культивируются в этом Улусе. Если ты из Чиропчи, значит, ты хорошо борешься. Ну, посмотрим, что покажут ребята. Очень жестко начали тоже. Без разведки, без ничего, сразу ринулись в бой. Я считаю, это правильно. Ну, раз вышел драться, надо действовать. Все, ходить друг, как говорится, вокруг себя и присматривать. Я видел передачу про Александра Емельяненко, очень известного сейчас во всем мире. Он говорил, что когда только начинал биться, когда только начинал выходить на ринг, он говорил, никогда ни о чем не думал, сразу с первых же секунд бросался в бой. Вот это уже сейчас, после того, как прошло много лет, после того, как я стал знаменитым, против меня начали выходить очень знаменитые титулованные бойцы. Только тогда мы заранее начали изучать их видео, и сейчас я только начинаю думать, потому что до этого я не думал, сразу выходил на ринг и начал биться. Ну, так говорят очень обычно все, многие титулованные бойцы, как и Майк Тайсон, он тоже говорил, никогда не думал перед схваткой, как какую тактику избрать, я сразу выходил биться. И вот, правильная тактика это или нет, показало время. Ну, так как, хотел бы я еще добавить, что в этом дворце спорта нашем, 50 лет победы, в свое время выступали такие известные сейчас в мире панкратионы и смешанные единолосцы. Ныне чемпионы мира Василий Крылов, Александр Шлеменко. Тут же также выступал Сергей Харитонов. Насколько помнит Олег, вот чемпионат России по боксу был, выступал. 2007 год. Да. Так что это вот наш ринг, как говорится, нашего дворца, видел многих, как известных бойцов файтеров. Какие
Исаев, Беслан. Да, видим очень много крови, и это рассечение. Сейчас тоже подойдет врач, посмотрит и оценит состояние спортсмена. Видим, как спортсмен измазан в крови. Ну и не без этого, как говорится, Да. в панкратионе. Да, вот это и есть. Ну, вид спорта такой. Не шахматы как бы. Раз занимаешься этим видом спорта, ты должен быть готов, что ты должен получать удары, соответственно, и чувствовать боль. Да, врач сказал, все нормально, можно продолжить бой. И теперь надо очень беречь свое лицо, чтобы по этому рассечению второго удара не было. Если рассечение еще увеличится, думаю, доктор обязательно снимет спортсмена. Очень сложно спортсмену, естественно, с таким рассечением. Видно, уже ярко сейчас рефери, кажется, должен заметить, остановить его. Да, рефери Пока пока не идет заметил. работа в партере. Пытается захватить вот на болевой. Да, надо было раньше. Чуть припоздал. Да, чуть припоздал. Когда уже соперник начал уходить, захват, когда уже начал подниматься. Тут, как говорится, каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны. Да, а на естественно. самом деле, если там находиться и делать, это очень сложно. О, удар левый попадает. Да, ну мы видим, что один спортсмен чуть-чуть выше другого, чуть-чуть выше руки. Вы чувствуете, что ударник тоже. Да. Ну и, как я вижу, и тот, и другой надеется на свой удар. Стоят, хотят ударить, никто в клинч не идет, никто не надеется в борьбе. Никто не надеется, что будет какой-нибудь захват и Поменял стойку, да, обутов. удушающий. Красный. Красный. Заход в ноги. Тут по нынешним правилам, вот, если раньше в начале, в конце 90-х, в начале 2000-х мы начинали вот, панкратион, тогда разрешалось удары головой, локтем в партере, то сейчас эти удары исключены, тем самым как это более безопасно для спортсмена. Да, для сохранения спортсмена. Да, да. Есть боевые условия. Раньше вообще начинали без перчаток драться. Потом уже увидели вот такие перчатки. Да, очень интересное положение, вот такое вот всегда бывает. Ну, вот, часто бывает. Да, всегда часто бывает. Вот как в Прайде, как в К1, да, такие ситуации попадают. Мы всегда по телевизору видим, как бьются знаменитые люди. Наши ребята тоже, детишки тоже на примере их учатся. И надо обязательно, чтобы наши подрастающее поколение смотрели бои своих земляков. Как они бьются тоже на ринге. Естественно, можно создавать кумиров, как и здесь, как и там, как и вот для этого именно показываются такие бои, чтобы мы видели тоже, что у нас тоже умеют драться, у нас тоже умеют выступать по такому жесткому и жестокому виду спорта, как панкратион. Вот мы в замедленном кадре видим удачные, более удачные моменты, когда спортсмены попадали. Вот левый. Второй раунд сейчас. Смотрим, что показывает второй раунд. Вадим Максимов более высокий. У него должно быть преимущество вот, именно встречных ударов, потому что у него руки, наверное, чуть длиннее, но, как говорится, Спартака Обутов не настолько меньше его, и как мы видим, он более плотный.
Ждут соперники ошибку, ищут момент. Он пытается подловить соперника на его ошибки. Вот и что от этого получится, посмотрим. Полный зал Дворца спорта 50 лет Победы говорит только о том, что Панкратион очень популярен среди якутских любителей спорта. И люди с удовольствием идут смотреть такие бои. Мы слышим советы секундантов. Не знаю, слышат ли бойцы эти советы. И так говорят в любом спорте, это очень важный элемент — услышать вовремя своего секунданта. Это надо уметь, как говорится. Да, надо уметь. Очень многие спортсмены в любом виде единоборства не слышат, да, секунданта. Да. Когда стоит гул, когда крик, когда сам очень возбужден. Есть спортсмены, которые очень опытные, которые достигли больших результатов, они в любом месте, когда даже очень шумно, в любом состоянии, да, в любом состоянии обязательно услышат совет своего секунданта. Ну, это тоже надо уметь, как говорится. Насколько я слышал, очень хорошо слушал и делал то, что наставление тренеров секундантов Павел Пенин, наш знаменитый олимпийский чемпион по вольной борьбе. Это тоже одно из, я считаю, достоинств как спортсмена. Уметь услышать важное. Да, и секунданты Павла Пенигина, если кто читал книгу про него, там секунданты все знали, что он очень хорошо слышит, но он не любит, когда ему слишком много говорят. Ему говорили очень кратко и четко наставление. И во время перерыва, да, во время между периодами, да, и именно Павлу Пенигину сначала, когда как он приходил, садился на стульчик, ему ничего не говорит. Вот, болевой прием идет, вот, очень красиво, да. Очень молодец, красиво. Вот, Абутов, да. Представитель Ивена Бутантайского улуца нам показал классический болевой прием. Да, вот закончить то, что начинал говорить, ибо Павел Пенигин подходил, садился на стульчик, и секунданты сначала его массировали, да, и только потом, перед тем, как он выйдет на ковер, пару слов ему говорили, как надо действовать. Ну, мы поздравляем Спартака, да, Абутова, он победил очень красиво, и он нам показал первый болевой прием. Мы увидели удушающий, мы видели нокауты, Да. но мы увидели... Вот выходит награждать наш известный боксер, мастер спорта Советского Союза Семен Семенович Амосов, призер Советского Союза в Якутан в 1973 году, насколько я не ошибаюсь. И он был первым призером международного турнира в Румынии среди якутян по боксу. Медаль получает Спартак Обутов, в этом Катайский улус. В свое время мы видели, как во Дворце спорта 50 лет Победы проводились такие бои. И тогда бои, когда на ринг выходил Анатолий Панаев. Тогда ринг был вот восьмиугольник был, да, в сетке, да. Вот сейчас, наверное, многие тоже интересуются, почему именно в таких рингах не проводятся, а в обычных боксерских классических. Сейчас по всему миру, насколько я знаю, вот UFC только вот сейчас сетки. И Strikeforce сейчас вот есть такая версия. А так в основном стали вот на ринге проводить бои. Ну, я считаю, это особо, как говорится, не столь принципиально. Хотя, ну, я считаю, может быть, для борца, как говорится, вот именно борцов, которые, им более, как бы, лучше, наверное, сеткой драться, чтобы, как говорится, держать соперника и производить приемы. А тут вот на ринге, как говорится, более имеет шанс ударники, что ли. Хотя вот сейчас многие его проводят на ринге. Раньше мы вот проводили вот тут в Якутске, у нас чемпионат Азии был, этап Кубка России, вот. Тогда у нас проводились вот на сетке. Восьмиугольники. Дорогие друзья, весовая категория до 76 килограмм. На ваших экранах Иван Суцов, спорткомплекс Уранхай. Против него Талагат Арстанбеков будет представлять спортивный клуб Панкратион.
Да, они оба в черных шортах. Иван Сусов у нас не первый раз выходит. Потом у него есть опыт выступления по смешанным единоборствам. Сейчас посмотрим, что они покажут. Снова кика начинает Сусов. Проход в ноги не получился. Очень жесткими ударами. Вот Сусов очень хорошо встретил правой. Бросается в ноги, неподготовленный проход. Сусов хорошо проводит лоу. И отход у него очень хороший, я вижу. Да, чувствует соперника и дистанцию чувствует. Сразу видно с первых же секунд. Левый хорошо попадает. Еще раз левый. Вот Талагат, как мы видим, в захвате очень хорошо действует. И с первых же секунд он пытался сделать проход в ноги. Видимо, хорошо работает в партере. И вот повалил Ивана Сусова. Посмотрим, что сейчас будет. Он работает сверху. Довольно-таки быстро скачил. Да, да. Ну, я думаю, интересный был бы. Оба соперника достойны. Да и по комплекции они одинаковые, кажется. О, получает Сусов двоечку. И в партере проводит удачный прием. Да, в таком положении, естественно, борцы на тренировках тренируют как положение снизу, так и положение сверху, как надо защищаться, как надо работать снизу, так и сверху. Можно в этом виде спорта можно лежа успешно провести прием. Это не значит, что кто сверху лежит, кто снизу. Удар правый. Видимо, разбит нос у Сусова. В тот момент, когда он получил двоечку, левая, правая, наверное, вот, один удар попал в нос. Ну, спортсмены изрядно потрудились вот первые минуты. И немало ударов пропустили, как тот и другой. Да. Это тоже в какой-то мере отнимает силы. Да, естественно, каждый удар, ну, это потеря концентрации. Ну, очень хороший удар. Хорошая комбинация провел Сусов. Открытый был. У соперника Сусова отсутствует блок. Вот. Сусов проводит лоу-кик. Размен ударами. Да. Видим, как пропускает и тот, и другой. Да, очень открыто. Ребята бьются. Вот лоу-кик. Вот то, что я хотел сказать. Один удачный лоу-кик может решить весь исход поединка. Выступать без одной ноги, естественно, это очень непросто и в таком бою именно. Вот, грамотно проводит лоу-кик. Вот. Не может противопоставить. И видно, что ногу все-таки пробило. Да, пробил, видит, чуть хромает. Да, хромает. Ну, Иван Сусов это видит, наверное, и он на это и работал, да. Да, вот еще раз за разом. И если будет и второй раунд, я уверен, он также будет проводить лоу-кик. Ну, начал отвечать соперник. Поскользнулся. Оба соперника достойны друг друга. Одинаковый, более-менее класс, скажем. Мы видим по телевизору, как очень хорошо такой удар левой проводит Мирка Крокоп. Да. Да, очень железный удар ногой. Да. Хорошо попадает Сусов правой. Вот, тоже проводит опять. Ну, видно, он понял, что это вот, как говорится, ахиллесова пята его соперника. Ну, очень важно и очень хорошее качество спортсмена, когда спортсмен выходит на ринг и сразу находит слабое место в противнике. Да, вот, увидел, что
не может защитить эту ногу, что первый удар прошел, второй прошел, надо бить туда. И вот он потихонечку уже столько ударов провел. Мы видим, что первый раунд закончился, начинается второй раунд. Сейчас секундантам тоже очень важно. Вот удары какие, левый, правый пропустил, да? Еще пропустил. Еще пропустил, да. Тяжелый отрезок для Сусова получился. Удары, конечно, смазанные, конечно. Но все равно чувствуется. Да, но все равно получить такой удар да. неподготовленному, наверное, это очень сложно было. Вот видите, он поскользнулся, упал, когда противник пошел на добивание, он теперь уже его встретил прямой ногой в колено. Второй раунд, посмотрим, что покажет нам второй раунд. Сейчас лоу-кик будет. Видно, Иван понял, что удары. Да, отвечаю. обмен ударами, как говорится, вот, и по голове прошел. Ваш. Ну, осознанно, если я вот считаю, Абутов уже думает, как надо начинать, уже понял стиль борьбы своего соперника, также продолжает лоу-кик. Чувствуется дистанция, да? Если мы вот в первых боях не видели вот такой вот разрыв дистанции. Сейчас оба борца очень хорошо чувствуют дистанцию, пытаются работать с дистанцией. Я считаю, правильную тактику выбрал. Сусов, то есть. Видишь, вот он защитился, хорошо, да. Вот так. Вот этот должен вот так и поднял ногу. Ох ты, хороший правый. Ну, волю к победе у Сапиова Астромека не отнять. Парень хоть, как говорится, пропускает лоу, но идет. Ну это вот тут в этом положении, что ни тот, ни другой ничего не сделает. Рефери подумал, для друга сделали. Да, как говорится. Ну это второй раунд. Может даже пошептаться, давай отдохнем. Если рефери позволил бы долго лежать. Да, ну здесь очень важны даже 10 секунд, которые надо успеть подышать. Как говорят обычно в вольной борьбе, если ты начал задыхаться, то ты проиграешь. Ну, как вот. И это в любом единоборстве, наверное. Да. Тот, кто начал первым задыхаться. В команде мастеров, когда выходит два мастера, их не надо учить, как надо левой и правой бить. Они все они умеют это делать. Но выигрывает тот, у кого более функциональная подготовка. Вот Сусов сверху очень хорошо работает. Ну и также успешно защищает Астамбеков, но с этой точки не видно, как он защищался. Вот, его пропускает все-таки, но... Да, уже Иван Сусов начал акцентированно бить. И рефери останавливает бой. Ну я думаю, это он правильно принял решение остановить, не дав как сопернику. Да. Ну вот... увечья и травму. Мы очень много видим, как и в любительском боксе, так и в профессиональном боксе, именно в таких, в профессиональном боксе, извините, именно в таких положениях останавливает моменты, когда уже понятно, вот чье преимущество, но что... Ну и соперник уже не может как-то защитить, не доводя его, до, скажем так, до летального исхода. Ну, поздравляем Ивана Сусова, очень достойная победа, он нам показал очень красивый бой. Да, сейчас будет награждение. Награждение производит один из наших спонсоров, Тихонов Сарел, владелец сети Аптек Астра, который по организации очень тоже помог в этом турнире. Да, поздравляет Ивана Сусова. И тоже надо обязательно отметить Талагата Арстанбекова. Показал тоже хороший бой, достоин. Представитель спортивного клуба Панкратион. И 8-я пара, весовая категория до 84 килограмм.
Уже более тяжелые. Да, уже более тяжелые веса. И из красного угла выйдет представитель города Нерюнгри Муса Курбанов. Кстати, он ученик ваших коллеги Ивана Пуляевского. Да, Муса Курбанов. И против него представитель спортивного клуба Уранхай Вячеслав Савин. Да, поменялись углами. Муса Курбанов с красного угла, представитель города Нерюнгри. Он Спортивный клуб Неваза. Вот. Да, спортивный клуб Неваза. Ну а с синего угла Вячеслав Савин. Вот мы видим его. Он в желтых шортах. Иван. Вячеслав повыше ростом, как я понял. Да, по шортам, наверное, тоже можно сказать. Я определить, какой у него вид спорта, наверное, да? Обычно Да, тайские видно, боксеры да, бывают тайский такие, боксер, да. Посмотрим. Ну и стойка, соответственно, видите? И удар Стойка, первый. да. Всем этим. Да, да. Ну, ребята тоже начали резво, как говорится, без подготовки. Уже. Очень жесткий удар Да. правой ногой получил. Ну, видно, что у Вячеслава тайская школа бокса присутствует. Да, вот еще раз. Ну, пропустил сам левой, но попал ногой. Ну, обмен ударами. Видим, что ребята очень возбуждены, очень стремятся в бой. И, да, даже не представляю, что они сейчас чувствуют. В таком накале. В таком темпе, как дальше будет, Да, посмотрим. да. Ну, пытается взять на удушающий Вячеслав Савин соперника. Ну, Иван Пулявский, наверное, хорошие руки, да, чтобы защититься от таких приемов. Посмотрим там что. Да, темп, конечно же, Да, очень большой. Высокий темп. Да, высокий темп. Ну, посмотрим. Тем и интереснее будет глянуть, как они дальше. Ребят. Как я говорил тут, если таким же темпом будет дальше продолжаться, выиграет тот, у кого больше будет лучше дышать, функционально, подготовка хорошая. Вот, хороший прием. Чувствуется у Курбанова, что школа борьбы. Да. Так вот, многие. Сам он родом, как мне говорил, с Дагестана, Курбанов. Ну, Дагестан и вольная борьба это. Неотъемлемая, как говорится, Да. часть. Вот со стойки начинает. Естественно, эмоции не только у спортсменов, которые на ринге, эмоции у секундантов, у зрителей. И получил удар левой. Видим, как хорошо владеет элементами борьбы. Вот Иван Пуляевский на ваших экранах был. Да, видите, очень правильно защищался. Да, грамотно Вячеслав Савин, защищается. да, грамотно защищался. Не дает сопернику работать. А пространство не дает, видите? Да. Вот сейчас вроде вот появилось пространство, но открываясь блоками опять идет захват. Очень жестко локтем в шею, ну это, наверное, так нельзя действовать. Или как по правилам. Нет, Шею локтем сразу, локтем сразу в шею да. дают. Ну это издержки, как говорится, нашего судейства. Ну, рефери просто не заметил. Но это не столь явно он делает, конечно. О, Опять. хороший проход. Савин защищается, не дает ему. Ну, в тайском боксе тоже есть, да, вот элементы борьбы. Вот, Ну, тоже заходит и, да, бросковые, как говорится. Ну, в партере они, конечно, не работают, а просто бросковые. И клинчи они бросают. Видим, что перчатка. Настраивали все нормально. Чуть-чуть передохнули. Очень высокий темп задали друг другу спортсмены. Ух ты, колено. Два раза. Колено, да. Да. Вот и ногой просто. Ну и потом в голову. Еще Вот. раз. Да, отлично бьет с дистанции, тоже ногой. Мы видим, что ему тоже удобнее работать с дистанции.
Вот опять положение в партере. Ну, подустали спортсмены, видите? Первый раунд еще не кончится, но посмотрим, как они дальше будут в таком теме продолжать. Да, очень интересные бои мы с вами наблюдаем, дорогие телезрители. Очень разные. Желание, как говорится, победить Да, ни очень у того, красивый, ни у другого. Хороший не удар отнять. справа. Думаю, для любителей единоборств это доставляет удовольствие смотреть такие бои, когда ребят характер, когда вышли с одной целью побеждать. Естественно, никто не сдается, никто не про себя. Вячеслав Савин. Положение стойки. Видим, как устали спортсмены. Ну да, тот, кто задал темп, наверное, создавал такой темп умышленно. Ну, посмотрим, к чему приведет. Работа колена. Подход в ногу. Закончился первый раунд. Нет, это не первый раунд, просто видно стойку. Стойку. Все равно ничего не делают, лежат тогда. Видим, как за Вячеслава Савина Вот болеет Савин его хорошо, однокурсник. вот колено, вот такой коронный удар у Саши Слеменко. Вот. Помню, он в Питере в турнире в Дворце спорта юбилейный также нокаутировал испанцами. Очень жесткий лоу-кик не пропустил Муса Курбанов 2 раза. Думаю, это скажется. Наконец-то закончится первый раунд. Да, ребята держались молодцом, надо сказать. И мы благодарим их за этот первый раунд, за этот красивый бой. И с нетерпением мы ждем второй раунд. Естественно, ребята подустали. Вот нам показывают самые удачные моменты. Вот коленом грудь, да? Да, вот. И вот это я скажу, что потом это вот скажется на Курбанову. То, что вот он бил его коленом в грудь. Да, вот видим, вот уже который раз, третий раз, очень, вот у него, вот и еще вот, раз грудь, да. Он так встречает соперника. Встречает соперника, который идет на него, или коленом, или ногой прямо в грудь. Естественно, это когда человек начал задыхаться, отдышка идет, вот и именно получает удар в грудь, это сбивает дыхание. И еще сложнее становится. Посмотрим второй раунд. Бойцы отдохнули. Вот, сейчас более свежие зашли. Еще раз будет. Видите, опять он вот пропустил опять. Ногой как встречает. Ну чувствуется тайская школа. Да. Тайская школа. Ну не просто, хорошая тайская школа, да, видим. Что очень удачно встречает ногой. Очень хорошо подготовлен сами. Да, хорошо подготовлен к этому бою. Видите, когда положение в партере, вот, Савинов уже второй раз латинника берет и на себя тянет. Ну, чтобы стойку поставили, да? Чтобы не было ни у кого выгодного положения, чтобы не дали дальше работать в партере. И вот нам Савинов в предыдущем моменте показал, что хорошо работает и руками. Видим, что Курбанов, Муса чуть подустал, но очень хорошо попал в левое, такой тяжелый удар. Вот, проход в ноги. И вот, видите, опять на себя тянет. Уже положение. Да, уже третий раз. Ну, понял, как надо защититься с такого момента. Как проход в ноги сразу схватил и на себя покинул. Все. Он, видите, выдыхается. Сказали все-таки удары коленом вот. Да, Муса Курбанов уже, ну, не может воздух взять, понимаете, полной грудью, если не дышать. Получил очень сильный удар слева Курбанов. Ну, он держится молодцом. Вот, еще опять раз, колено. видите, Вот. коленом, именно по корпусу удар. Еще раз ударил. Ну. Стоп, останавливай. Надо ставить стойку. Видим, что Курбанов все, выдастся уже. Да, ну, не то, что выдастся, ему тяжело, видите, он грудь показывает. Грудь держится.
естественно, вот как вы слышите, трибуны ревут, они недовольны тем, что Муса Курбанов не хочет продолжать бой, но поверьте, ему очень нелегко, да, пропустить такие удары, и именно в таком темпе, да, когда очень быстро надо работать и реагировать, очень, вот видите, он показывает волю к победе, да, Курбанов, да, идет вперед, видите, хлопает ему, аплодисментами его встречают, ну и естественно, Ринат Бекбуди тоже очень хорошо понимает тонкости на единоборстве, и они тоже, зрители тоже понимают, что очень тяжело, очень тяжелый удар пропустить. Да, это не просто так. Да, Курбанов. Если, естественно, если бы не эти удары по туловищу, да, по телу именно, которые удары специально подготовленные вот, у Вячеслава Савина на сбивании пикалки, то был бы, наверное, очень другой бой, очень правильная тактика, как вы видели, брал Вячеслав Савин. Устал Курбанова. Спрашивает мнение секунданта, как будет продолжать соперник или нет. Что, в связи с невозможностью продолжения боя Курбанов, победа присуждается Савину. Да, мы поздравляем Вячеслава Савина. Да, очень хорошо бился, Да, очень упорный бой был. Да. И надо отдать должное Курбанову, молодец, хоть и задыхался, но держался. Да, мы благодарим ребят, которые вышли на ринг и показали нам красивый бой. Зрелищный, хороший бой. Ну вот помните, мы говорили в начале репортажа, то, что вот каждый спортсмен, каждый тренер думает перед тем, как выйти, какую тактику избрать. И, наверное, у Вячеслава Савина, я не удивлюсь, если заранее была такая установка, сбивать его дыхание, сбивать с первых секунд. И такой темп ему задать, чтобы он выдохся. И если они такую тактику изначально избрали, то мы можем только удивляться. Вот. Мы воочию увидели вот результат такого действия. Человек вот сбивал ему дыхание, казалось бы, со стороны безобидный удар коленом, ну, в ротик, конечно. А на самом деле вот принесло какой-то успех. Да, ну и, наверное, сам Муса Курбанов первые 2-3 удара пропустил, ничего такого, наверное, подумал. Да? Ну, нормальные удары, которые должны быть в таком бое, но они, когда в комплекте, когда их много, раз за разом идет, они, естественно, дают о себе знать. И вот флаг спортивного клуба «Уранхай», да, его гордо поднимает Вячеслав Савин, естественно, им гордится весь клуб, и вот аплодисменты зрителей, которые тоже очень довольны. Я считаю, заслуженные аплодисменты. Заслуженные аплодисменты, и вот он достойно приносит флаг своего клуба. Мы поздравляем не только Вячеслава Савина, но и весь спортивный клуб «Уранхай», тех тренеров, которые с ним работают. Так, дорогие телезрители, сейчас будет 9-я пара, это последний рейтинговый бой сегодняшней программы. После этого начнется матчевая встреча между Республикой Саха-Якутия и сборной командой Бурятии. Итак, на ринг выходит с красного угла, на ваших экранах это представитель спортивного клуба «Панкратион» Машарапов. Абдулазиз. Да, Абдулазиз Машарапов. И против него тоже его одноклубник, спортивный клуб «Панкратион» Сергей Шарин. Вот он вышел в красных шортах, но он будет выступать с синего угла. Вот нам девушка показывает, что наступил первый раунд. Последние напутствующие слова секундантов. Вот, на первый взгляд, кажется, что Абдулазиз, представитель спортивного клуба «Панкратион», более жестче, да, ну, выглядит такой. Помощнее, скажем так. Да, но это весовая категория свыше 90 килограмм, так что если ты весишь 90 килограмм, твой соперник может весить 120-130 килограмм. Ограничений тут уже как нет. Да, это почти абсолютка. Да, как у нас в Хапсагае, это абсолютки выясняет отношения. Очень серьезные ребята, надо сказать. Да, ну, спортивный клуб «Панкратион», два представителя этого клуба. И я сомневаюсь, что они вместе тренируются, вместе в парах стоят, так как, ух ты, борцы. Видим, что разного калибра, один куда здоровее. Ну вот, кстати, вот интервью Машраф говорил, что он до этого, ну, Панкратион не выступал, просто до этого выступал по дзюдо. На вопрос корреспондента, какие успехи он проиграл, больше не выступал. Говорит. Сейчас вот посмотрим, что он покажет по Панкратиону. Да, Сергей Шарин.
Он, ему не знает, как надо действовать. Вот вы, наверное, видели очень много боев. Семен Владимирович, как вы думаете, как надо действовать Сергею Шарину? Ну, я считаю, что он более легкий, как говорится. И мне кажется, сейчас он Темп нормально, задавать надо, да, как бы вот на ногах, как говорится, вот, вести бой. Как говорил Мохаммед Али, порхать как бабочка, залить как оса. Что он и пытается Шарин делать. Жесткий Довольно-таки лоу-кик хороший провел. Машрапов потяжелее. Ну, при движении и хорошо блок Да, поставил да, Машрапов. очень хорошо. Очень грамотный блок поставил. Они оба тренируются у известного нашего спортсмена Евгения Янкова. Кстати, Женя Янков, лучший мой ученик, он один из первых якутян, который стал мастером спорта по панкратиону. И сейчас довольно-таки успешно ведет тренерскую работу. Семен Владимирович, вот мы видим последнюю пару рейтингового боя, а до этого мы представили, кто будет выступать в матчевой встрече. Среди них нет вот поставленных наших спортсменов. Вот, Аушева нет, вот, наверное, многие интересуются, вот, где они сейчас, почему они не на ринге, почему мы их давно не видим и не слышим. Аушев сейчас, ну скажем, он, как говорится, достиг определенного успеха, как говорится. И став уже чемпионом, при мне, когда он мне тренировался, у меня он был вице-чемпионом мира, выигрывал Кубок Черного моря, выиграл хороший крупный турнир Байкальский шторм. Ну и как спортсмен он вырос. И как бы уровень спортсмена больше стал, и он сейчас тренируется в Ростове-на-Дону в спортивном клубе «Пересвет». И несколько раз было репортажи, вот, где битва по Москве, где успешно наш Аушев. Ну и некоторые другие мои ученики, которые достигли определенных успехов, они уже сейчас находятся в западной части России и СНГ. И там дальше продолжают свою спортивную карьеру. Сейчас вот это вот наш, те, что вот у нас сейчас выступает, это, скажем так, вторая, третья, как это, плеяда наших спортсменов, которые начинаем мы вкатывать. И надеюсь, что со временем мы их имена и, соответственно, в России и в СНГ услышим. Смена поколения, наверное. Новое поколение, да. Видим, что Машрапов идет вперед, да, у него более тяжелые удары, Да. естественно. Чувствительные боли. Да, Сергею Шарину желательно не попадаться на такие удары. Мы видим, что Шарин идет вперед, когда идет вперед и шагу назад, наступает на своего соперника. Да, очень тяжелый бой, естественно, нелегко никому. Евгения Янкова как раз вот сейчас во время соревнований не было, он в составе сборной нашей республики вылетели в город Москву для участия на чемпионате России по КАЕ, называется, комплексное единоборство, или судебных приставов. Вот его родной брат на ринге. Да, Герман Янков. Кстати, он один из якутян, который был призером Европы среди любительском панкратионе в городе Киеве. Да. Как говорят, на ринге находятся трое, решают между собой двое, ну от третьего очень много зависит. Да, очень ответственно, естественно, и рейтеры, которые находятся. Мне нравится вот защита Машрапова от лоу-кик, вот, многие грамотно очень хорошо ставят ногами. Защита иногда проходит у Шарина удары лоу-кик. Иногда вот грамотно вот Машрапов ставит. Ну как всегда, советчиков очень много тут. Не знаю, слушают или нет бойцы, их совет или нет. Ну в таком шуме вряд ли, наверное, все услышишь. Ну во время боя. Да, вот очень Обмен ударами. Машрапов очень тяжелые удары нанес. Ну, Сергей Шарин держится молодцом. Да, закончится первый раунд, и не знаешь сейчас, кому дать преимущество, кто лучше был. Ну, все довольно-таки ровный бой. Да, ровный. Вот видим, какой бросок амплитудный делает, но Сергей Шарин стоял на ногах, только после этого. Оператор показывает некоторые моменты. Вот. Не акцентированный такой удар был. Я считаю, спортсмены не устали, хорошо первый раунд провели. Да, ну это показывает о хорошей подготовленности спортсменов.
хорошая подготовленность. Наши телезрители в основном на канале, вот, на нашем канале видят бои боксеров-любителей, да, очень много не показывали. И среди них вот отличается своей выносливостью Ломаченко, представитель Украины, чемпион Олимпийских игр. И как у него брали... О, пропустил удар правой. Начинает добивать, и здесь очень важно вмешаться вовремя, да, вмешался. Да, правильно вмешался рефери. Очень сильный удар, апперкот. Да, очень вовремя вмешался, и вот то, что мы говорили, очень важен третий человек на ринге, да, чтобы не было дальше больших травм, но видите, такой сокрушительный удар, даже несмотря на то, что Сергей Шарин недоволен, он хочет продолжать бой, но думаю, не стоит. Да. Не стоит, да. Мы все убедили, что Сергей Шарин очень хороший борец, но на этот раз не получилось, получится в следующий раз. Ну а сейчас мы, естественно, поздравляем Машарапова Абдуладзиза. Спортивный клуб Панкратион очень жестким ударом. Да, видим, как вот один удар решил исход боя. Да. Вроде вот первый раунд прошел такой равный, да? Да. Никого, да. И очень хорошее, между прочим, впечатление тоже Шарин оставил. Да, очень хорошее впечатление. Сергей Шарин, видим, стоит в своем углу. И он, естественно, недоволен таким исходом встречи. Естественно, обидно проиграть, но очень хотел выиграть, но сегодня такова, да. Пылу страсти, как это. Даже наш прославленный Федор Емельяненко в пылу страсти высказал, что он закончит поступать по боям. Ну, как показало время... Да, он, как говорится, пришел в себя и сделал выводы и сказал, что нет, он дальше будет. Да. Мы поздравляем спортсменов, мы их благодарим за то, что они нам подарили красивый бой. Видите, они показывают... Вот что значит спорт, как говорится. Да, вот что значит настоящие мужики, как говорится. Как мы говорили до этого, они противники на ринге, но друзья вне ринга, естественно, очень глубокое уважение друг к другу имеют именно представители каких-то единоборств, потому что они знают, чем они занимаются, какие сложности происходят и как надо тренироваться, да? Ну а сейчас, дорогие телезрители, мы вам представляем матчевые встречи. Закончились рейтинговые бои, и думаю, закончились они очень красиво. Мы увидели ровно 9 пар, которые показали нам очень красивые бои. И вот вы видите с общего плана ринг, который окровавлен, который свидетельствует, что были очень жесткие встречи и победили сильнейшие. Думаю, все было справедливо, и ринг показал, кто на сегодняшний день сильнее. Да. Естественно, мы их еще раз благодарим. Мы не устаем благодарить спортсменов, которые нам показали зрелищные бои. И мы надеемся и думаем, что сейчас дальше продолжение будет еще красивее, еще ярче, так как сейчас спортсмены будут выступать не только за свой клуб, но и за свою республику. Да. Это двойная ответственность. И сейчас на ринг выходит первая пара, весовая категория до 60 килограмм. С красного угла будет представитель республики Саха-Якутия Тимур Третьяков. Против него Бурятию представляет Алдар Буданаев. Да, матчевая встреча. Вот вы являетесь организатором этой встречи. Семен Владимирович, вы, наверное, много разговаривали, много было, как говорится, подковерной работы. Как буряты сразу согласились на такую встречу? Да, я вот созванивался и, соответственно, ну, скажем так, что они довольно-таки быстро дали положительный ответ на наше предложение. И, соответственно, видите, вот мы провели довольно-таки кропотливую, хорошую работу, чтобы привести сборную Бурятии. И я, пользуясь случаем, хочу поблагодарить бурятскую общину города Якутска во главе его руководителем Намтоем Арсаланом, которые сделали очень большую работу по приезду вот сборной Бурятии и, соответственно, помогли очень в этом деле. Да, даже перед тем, как началась матчевая встреча, вот уже многие телезрители и многие люди, которые вот запомнили дворец спорта 50 лет победы, интересуются, будут ли такие подобные бои проводиться встреч. Да, мы планируем или матч-реванш в Бурятии, или, может, в следующем году вторую такую же встречу. И еще есть желание встретиться со сборными города Хабаровска и города Иркутска. Ну, впоследствии посмотрим, как у нас будет развиваться дела.
Это способствует укреплению, как это, спортивных, дружественных связей между нашими городами, республиками. Да, братская республика Бурятия, как мы будем называть. Да. Всегда, мы и по борьбе, и по боксу всегда вот были матчевые встречи. Да, во всех видах да. единоборств, вот Бурятия И вот наконец уже по Панкратиону уже мы видим уже матчевые встречи. Давайте, дорогие друзья, вместе с нами смотреть и вместе с нами болеть, переживать за своих, так как мы являемся представителем Республики Саха-Якутия, естественно, будем болеть за якутскую школу Панкратиона. Итак, Тимур Третьяков и Алдар Буданаев. Такая исторический момент, надо сказать, первый бой, первая встреча. И как мы говорили вот в рейтинговых боях, вдвойне ответственный, вдвойне волнительно выходить первым представлять, так как от первого участника, от первого спортсмена будет очень многое зависеть. Это как Кубок мира, например, по любому виду спорта, по вольной борьбе, от самой маленькой весовой категории 55 килограмм, начинается все решаться. Так как первое очко, оно очень самое важное для команды, как психологически, так и соотношение очков. Так, какая команда поведет, да, в этом есть очень много интересного, можно хоть как это рассуждать, и это спортсмены, естественно, понимают, и они с таким же, естественно, тренеры на них тоже надеялись, так как обычно в первых боях заставляют самых сильных, чтобы начать с победы. Вот видим, вот первый клич, скажем так, вот в этой встрече. Буданаев, насколько я знаю, он представляет школу боевого самбо, а наш Третьяков более ударную технику. Да, видим в партере. Ну, если представитель, он представляет боевой самбо, должен чувствовать как рыба, водя себя в партере. Очень много внимания они уделяют этому. Вот мы видим, что он не прочь обменами ударов. Ну, видимо, ни в чью пользу это не закончилось. Они обменялись такими жесткими ударами, пропустил тот и другой. Но Бурят идет свою линию, идет захваты. Третьяков защищается от удара коленом. Вот. И вот сейчас заметьте, вот он старается уломать руку вот между ног, вот, вот на болевой. И вот тут не кстати вот поднял рефери. Посмотрим, он заводит их Центр ковра. Ринга, скажем. Да. Мы привыкли к борьбе, к ковру. Вот, ну, начальное положение. Вот так вот. И тут надо было ему выпрямить и вытягивать, а он тут уже допустил ошибку. Ну, надо тазом. Да, тазом, вот, выпрямить спину тазом. И все. Вопрос был бы решен. Но ведь Буданаев тоже представитель боевого самого, тоже знает, наверное, как защищаться. Да, чувствует ситуацию, вот. как надо работать. И все, уже ушел. Видите, сделал вид, как будто вот идет на соперника, да, и в это же время повернулся и оказался в самом выгодном положении. Ну, мы видим, что Третьяков очень хорошо тоже работает в партере, умело защищается, и положение сейчас их поставили в стойку, и наверняка тоже сейчас начнется с обменами ударов. Ну, есть разные любители единоборств, некоторые любят смотреть маленькие веса, некоторые более больший вес. Но, как мы видим, и весовой категории до 60 килограмм, также и весовой категории свыше. Ну, естественно, разные по тактике бои, да, но и тот, и другой вес очень интересный. Бойцы выжидают что-то вот. Каждый, видно, чувствует ответственность за бой. Вот. Не дай бог, как это я допущу ошибку или что-нибудь. Вот. Видим, как телефон дворец спорта 50 лет победы. Народу много было, даже вот когда дверь во дворе спорта была закрыта, еще на улице народ стоял, желающий пойти. Я такое пополнение вот зрителей, сколько ездил по миру, да, я видел только в Северной Корее, город Пхеньяне, фестиваль боевых искусств. Вот там можно понять, почему их так много, потому что там нет, там фестиваль боевых искусств, вторые всемирные игры были. И вот там все виды спорта были. И панкратион был, и кикбоксинг, и тэквондо, и прочее. Но там, в
приказном порядке пионеров, комсомольцев, солдат, всех вот приводят и всех садят. И вот такой же полный зал, как говорится, зрителей, и которые по команде хлопают. Ну, удивительная страна, конечно, Северная Корея, где вот так, как наше в свое время, в сталинское время, вот такой же режим. Ну, наши зрители пришли добровольно. Наши пришли добровольно. Еще желающих много было. И уверен, не пожалели. Что пришли, очень красивые бои нам показали в предыдущих боях спортсмены, которые били за рейтинговые бои. И вот первый бой матчевой встречи. Да, долго вы ждали друг друга. Да. Вот, Первый раунд закончился. да, первый раунд закончился, и думаю, не очень сильно устали спортсмены. Ну, сейчас все решится во втором раунде. Естественно, здесь очень много будет значить наставления тренеров, секундантов, которые все смотрят со стороны. Да, вот хороший встречный, да, встречный правый. Но чуть-чуть дальше стоял соперник. Да, если чуть-чуть на полметра был бы ближе, то... И не с той стойки. Да, удар жестче был. Бойцы довольно-таки тяжело выглядят. Но чувствуется, что ребята опытные, поэтому, кажется, лишних движений не делают. Бывает даже, когда два мастера бьются, даже ни на лице, ни на теле ничего не остается. До того они хорошо защищаются и бьются. Каждый мастер умел защищаться, и боль заканчивается, бывает даже без последствий на лице и теле. Что мы в данный момент пока видим? Такое выжидающее, да? Да, выжидающее, но чувствуется, что они как-то вот ответственность, что ли, да, чувствуют. Высказывается ответственность, волнение. Вот, хорошо попадает. Третий коготь ему правой. Ну, как вы видите, перчатки не как у боксеров, да? И каждый удар, естественно, очень чувствительный. Данаев хорошо провел лоу-кик сейчас справа. Да, останавливаем. Активность, короче. Да, активность. Предупреждение, да, пассивность, да? Вот сейчас. И тому, и другому. Обоим. Да. Правильно, оба ходят вокруг. Я считаю, что рефери правильно сделал, что обоим. Никто не хочет брать инициативу. Да, ну и лишний раз рисковать, видно, бойцы не хотят. Ну, в любом виде спорта есть спортсмен, который любит и умеет действовать вторым номером, да? Да. Есть любители, которые любят работать первым номером. А здесь может быть такое, что оба спортсмена любят вторым номером работать. Да, Выжидаешь такая да, тактика, выжидаешь. И, ну, как бы ловить соперника, ожидая, да? Вот, Кто кого заманит. Да. Может быть и такое. Обеими в клинче, вот, в захвате, тот и другой. Главное, судейского стола уже предупреждать, второе предупреждение. Если спортсмены получили бы третье предупреждение, то их сняли. Надеюсь, что это подхлестнуло их, что каким действием, посмотрим. Да, естественно, выйти на ринг и сняться, это, наверное, не очень правильно, да, за пассивно сняться. Хорошую подсечку вот. В вольной борьбе его сколько баллов это оценили бы? 3 балла, явно не меньше 3 баллов. 3 баллов. Очень хорошая подсечка. Чисто прием самбо, мне кажется. Да, ну и у бурятов тоже есть свой национальный вид борьбы. Они похожи на наш хавсагай. Они тоже очень увлеченно с детства занимаются этим. Ну так же, как и у нас, у них вольная борьба тоже на первом месте. Да, у них очень хорошие и очень много борцов. Особенно сейчас в своей категории до 60 килограмм у них немало хороших борцов. Ну, видим, что и в панкратионе у них тоже не на последнем месте стоит. Тоже ребята с удовольствием идут заниматься этим жестким видом спорта. И вот лучшие из лучших, естественно, приехали сюда. Ну да, соответственно. Вот Зал зрители будет, недовольны. да, недовольны, что нет
активных действий. Хлеба и зрелищ подавать. Да. Ну и зрители у нас тоже опытные, знают толк, как говорится, в единоборствах. Да, вот. В последнее время, вот 2006-2007 год, здесь у нас проводили большие соревнования, проводили чемпионаты России как по боксу, так и по вольной борьбе. И все гости, которые приехали участвовать на соревнованиях вот, в Якутск, они вот все говорили и твердили, что очень грамотные вот, болельщики, Да, болельщики у нас. да, все понимают, все действия принимают, и не только за своих болеют, а за сильных. Да, объективные. Да, объективные болельщики. И думаю, по Панкратиону точно так же объективно болеют, и они видят и чувствуют, что и как происходит. Ну, Кстати, да. Кстати, в этом году же чемпионат России по вольной борьбе у нас будет проводиться. Чемпионат России в Якутске, это очень большой форум и ответственный форум. Перед олимпийским циклом. Да, вот обмен ударами. Оп. Жесткий обмен ударами идет. Тот и другой не хочет вступать. Да, ответственность, да, на спортсменов, но вроде бы кажется, что так просто, да, выжидают друг друга соперники, но поверьте, на самом деле там очень много мыслей у них в голове, как дальше, как, что делать. Да. Игра нервов. Да, игра нервов. Да. Здесь тоже психологическое давление может на того или на другого спортсмена надавить. Он закончится в основное время 2 раунда, сейчас будет третий дополнительный раунд. Ну, равный бой, да? Равный бой, да. Как говорят, ноздря в ноздрю. Кто из них лучше? Что пишут там боковые студии? Третий раунд. Вот, кстати, единственный бой вот сейчас пока третий раунд у нас вот провел. Ну, будет проводить третий раунд. Вот. В основном досрочно заканчивается. Ну, тоже интересно посмотреть третий раунд. Мы сегодня не смотрели третий раунд. Мы Вот видели, подсечка, вот, да. хорошая подсечка, да. Секундир Хавтареев Виталий, руководитель вот их спортивной команды. Как говорится, мы увидели болевой, удушающий, увидели нокауты. И сейчас мы видим третий раунд впервые. Сегодня, ну, то, что мы говорили, что лучше готов функционально. Выдержать 2 раунда по 5 минут это очень сложно. Очень много сил дается. Жесткий лоу-кик. Зал недоволен. Недоволен. А их понять можно. Да. Просто Они... рейтинговые бои были очень жесткие. Вот, очень хороший прием через бедро, ровно поймал соперника. И продолжения партера не было. Вовремя скосили. Вот интересно, наверное, многие зрители интересуются, вот боковые судьи сидят, подсчитывают очки. Вот очки как подсчитываются? Только за удары или за броски тоже? Да нет, тут, насколько мне известно, это общую картину видит. Все-таки видит, кто более активный, кто. Тут нету такого, сколько-то баллов за бросок, сколько-то баллов за попадание. То есть именно общую картину и смотрят. Жесткий удар по 500 репиков, второй раз пропустил. Хочет зацепить внутри, Да. сделать бурятский спортсмен. Ну, чувствуется школа борьбы. Есть какая-то. Чувствуется, что есть школа борьбы, но она не чувствуется, что она не на идеальном уровне, да? Да, ну, да. соответственно. Смотрим. Всего понемногу у бурятского спортсмена, но видим мы, что очень равный бой, двух равных соперников. Весовая категория до 60 килограмм. Вызывает болельщиков более активным действием. Разбит нос у бурятского спортсмена. О, хороший удар. Хороший удар попал. Очень хороший удар в челюсть правой. Да. Но выдержал бурятский спортсмен. Да, выдержал.
Очень жесткий удар Очень выдержал. жесткий был. И по челюсти, между прочим. Да, Он точно попал в его. челюсть. Да. Как он еще устоял. Ну, А я- активнее бурятский, видите? Наступает, Вот, идет да. вперед. Идет вперед. Еще раз был встретить также. Ему. Сюда нажимает, нажимает по углам. Вот, хороший прием был. Сейчас посмотрим на повторе, будет ли тот удар. Вот обмен ударами, да? Тут, да. Тут он сам Третьяков пропускает. Вот сейчас будет. А, нет, другой момент. Вот, обоюдный тоже удар. Вот Вот, он. еще легко. Как он не упал? Выдержал хорошо. Не решился Тимур Третьяков добить в этом случае, да? Очень Ну и бой закончится, и судьи все дали разный бой. Как сейчас вот мнение рефери. да, равный бой, сложно кому-либо дать предпочтение. Тимур Третьяков, Алдар Буданаев, весовая категория до 60 килограмм. Да, вот как видим, судьи дали победу Алдару Буданаеву, Республика Бурятия. Да, спортсмены благодарят друг друга за хороший бой. Поздравляем Алдара Буданаева с его победой в Ну, я личном думаю, он зачете. тут вырвал бой, как говорится, своими активными действиями. А так абсолютно равный бой. Да, абсолютно равный бой, просто Алдар шел вперед. Да, шел вперед. И это должно быть вознаграждать. Да, обязательно это должно вознаграждаться. Но у Алдара Буданаева сейчас в личном зачете победа, но это не командная победа, еще все впереди. Сборная Бурятии выходит вперед, 1-0 пока. Но Не в это нашу вот пользу. у человека на всю жизнь останется, как память, награда и прочего. Что он в 2011 году выступил за сборную Бурятии и выиграл бой. Естественно, он долго будет храниться в памяти, будет, Да. эта медаль будет рассказывать своим детям, внукам, может быть, что и в республике такая Якутия был такой, проводилась такая встреча матчевая, и именно в первом же бою я выиграл, да, я задал Да. Темп, да, да. темп, и Награждение производит наш известный спортсмен мастер спорта Советского Союза по боксу Яков Кычкин. Вот патрона память. Видите, вот это на всю жизнь остается вот это вот. Память. да, видим, что спортсмены очень дружны, молодцы, именно так и надо. Ни капельки злости Да. после такого боя, да? Правильно? Так и должно быть. А так и должно А то я, бывая вот в разных странах, на соревнованиях разного уровня, видел разные моменты, когда спортсмен, проиграв, не выходит Ну, это на не награждение, спортивное да, не спортивное поведение, некрасиво. Ну и надо обязательно сказать, дорогие телезрители, то, что обычно мы вот, особенно в спорте, очень много видим, то, что в таких равных боях присуждается победа именно хозяина обычно, да. да, как бы А тут у нас, подсуживание идет да. такое, а у нас, вот видите, все объективно, и Объективно, думаю, сборная Бурятии осталась довольна именно этим боем. Да. После первой встречи они стали уже уверены, что уже... А могли бы запросто дать Да, нашему. спокойно могли дать, да? Да, И трибуны Да. ничего никто не говорил бы, и буряты бы ничего не сказали бы, потому что, ну, так, все видят абсолютно равный бой. да, равный бой и хозяину дали, да. Просто тут решение рефери, как это, выслушали, рефери активность дал бурятскому спортсмену и, соответственно, победу дали. Бурятский спортсмен вышел с какой-то атрибутикой. Да, у него, видимо, что-то с плечом, травма плеча. И это весовая категория до 65 килограмм. Республику Саха-Якутия представляет Александр Зайцев, Республика Саха-Якутия, он в черных шортах. И против него представитель сборной Бурятии Евгений Межеков. Он вышел с синего угла. Ну, Александра Зайцева, дорогие телезрители, вы хорошо знаете. Он выступал и на чемпионате России, который мы говорили, который здесь проводился. Видите, вот на удушающий прием взял. Очень. И все. И все. Удушающим приемом выиграл Александр Зайцев. Как Да, он ему не таким свойственно, да, он является Да, боксером. да, Очень- ударником, конечно. Да, ударником. Очень хорошим боксером является.
И, наверное, все хотели посмотреть, как он здесь будет боксировать, какие у него хорошие удары будут. И все ожидали, наверное, Да, ударную технику. Да, ударную технику. А он взял и показал, что он не только боксер, он разносторонне развитый спортсмен. Правильно, да. Да, и поздравляем Тем мы самым, его. как говорится, приятно удивил зрителей. Да, приятно удивил. Да, приятно удивил зрителей. Александр Зайцев, Республика Саха-Якутия. Видим, что он представляет клуб Уранка. И он сравнял счет в этой встрече. Теперь счет 1-1. Он тренируется у известного тренера по боксу нашего Михаила Валя и у Андрея Батурова. Александр Зайцев. Ну, как обычно бывает, после любительского бокса спортсмены переходят в профессиональный бокс. Видим, что Александр Зайцев пробует свои силы и панкратионе. Саша вот до этого выигрывал турнир у нас очень сильно бойца Хабаровского, Волкова выиграл. До этого потом выступал Хабаровский, битва на Амуре турнир. Ну, начинает уже свою профессиональную карьеру в панкратионе. Награждение произвел наш известный тоже спортсмен, мастер спорта по боксу Советского Союза Семен Амотов. Да, это была весовая категория до 65 килограмм. Мы ждем третью пару матчевой встречи. Это будет весовая категория до 70 килограмм. Счет 1-1 у нас. Да, 1-1. Иван Охлопков сейчас выйдет, он будет представлять Республику Саха-Якутия. Как мы знаем, Иван тоже является представителем бокса. Посмотрим, как будет идти бой. Александр Зайцев нас действительно удивил. Может, Иван Охлопков сейчас болевой сделает? Может что-нибудь еще новое покажет. Ну, посмотрим. Да, посмотрим. Против него выйдет Евгений Саванчик. Посмотрим. Синий угол, красный угол. Наши ребята выходят с красного угла. Янков уже на ринге. Ждет следующую пару. Вот Иван Охлопков. Иван Охлопков настроен на бой. Ну, недавно совсем тренировал в детской Нышской спортивной школе. Да, тренер по боксу. Да. Саванчик, Евгений Саванчик. Правильно, Савончик или Саванчик, ну не знаю. Савончик, Как. наверное, да. Довольно-таки для своего веса высокий боец. В анкете было сказано 1,79 м, вот, при весе 70 килограмм. Вот, чувствуется жилистый, сильный боец. Смотрим, что он покажет нам. Иван Охлопков, да. Волнение, естественно, присутствует. Счет равный, 1-1. Надо выходить вперед. Осталось не так уж и много боев впереди. Рефери напоминает правила, как вести себя. Все. Итак, первый раунд. Соу-кик начинается, обоюдная ударная техника. Евгений проводит борцовский прием. Итак, спортсмены работают в партере. Да, пока очень свежие ребята. Видно, что очень резкие движения в партере. Да? С моста уходит. Вот болевой прием. Евгений пытается сделать на руку. Евгений. Емельяненко вот любит его Да, вот очень эффектный такой прием, да? Двумя руками, вот незащищенный локоть. Очень сложно уйти от этого захвата. Надо сейчас стараться идти в сторону головы Евгения. Не в сторону ног. Ивана скажи, или Евгению? Не, Ивану надо в ту сторону идти. И вот видим, что вырывает, но все-таки Евгений не отпускает этот захват. Да. С разных позиций он этот захват делает, но сейчас стойко. Видно, что когда Иван лежит на спине, естественно, ему сложно, да, Евгению сделать. Ну, рефери увидел, что дальше бесполезно. Да, но было очень опасно. Да, опасный момент. Против сустава такой. Болевой приемчик. От колена защищается хорошо Иван. Вот хороший удар ногой. Сразу захватив шею. Ага. Да. Вес сразу вниз. Здесь видно, что соперник
защищается. Если бы был бы плотный захват за шею, тогда он Да. не двигался его вообще. В таком захвате, да, вот стойка. Поставили. Я считаю, что правильно, что там уже ни тот, ни другой никаких действий не делали. О, лоу хороший. Жесткий лоу-кик. Да, уже соперники почувствовали ринг, почувствовали друг друга. Все, сейчас я уверен, пропало все волнение. Сейчас только на победу. Хороший удар, лоу-кик проходит у Хлопкова. Очень хорошо ногами действует и тот, и другой. Опасный момент. На Сейчас шею, посмотрим. на шею побежал. Видим, как бурятские спортсмены подсказываются ему. Волнуются. Ну, естественно, такие матчевые встречи еще и добавляют, ну, вот, командный дух прибавляет, да, Ну и спортсменам? еще ответственность какую-то Ответственно. за команду. Кипи. Ивана Хлопкова на шотках М1 написано. О, видимо, хорошее попадание было. Да, Но с этой хорошо точки попал. нам плохо было видно. Мы видели, что ноги дрогнули, да? Да, У Евгения? подскочил туда. Подкосились ноги. Пропустил удар. Ну, это значит, очень хороший удар пропустил. Иван нацеленно попал и сверху сейчас работает. Евгений защищается, видимо, очень умело защищается, но все-таки удары проходят, и очень чувствительные удары проходят. Останавливает рефери. Иван Хлопков, видим, что очень рад своей победе, естественно. Он долго шел к этой победе, естественно, очень жестко тренировались. И вот к этой матчевой встрече представлять не только свой клуб, себя, но и всю республику. Это очень ответственно, и видим, что как он рад и как Да, он... два раза тренировались мы, 2 раза в день, как утром и вечером. Вот сейчас нам покажут, наверное, да. Вот, отличный удар левой, да? Слева он. О, видишь, Да, подкатил. ну, все, подкосился. Добивание. Очень, да, правильно сделали, что Да. остановили бой. Все, было видно, что явное преимущество и у Ивана. Дальше уже можно травмировать спортсмена. И мы поздравляем Ивана и благодарим его за эту победу. Наша команда выходит вперед. Счет 2-1. 2-1, да. Нет, 3-1 будет. 3-1. Награждение производит директор детской юношеской спортивной школы Максим Куприянов, где вот мы снимаем зал и тренируемся. Да, очень хороший бой. Это была весовая категория до 70 килограмм. Ивана Хлопков. Ну и сейчас обязательно фото на память. Нет, счет 2-1. 2-1, правильно? 2-1. А, 2-1. Да, это был третий бой. Зайцев бой, сравнял ага. счет. Сейчас Хлопков, Да. Иван. Вышел вперед, Да. короче. Его победа. И счет становится 2-1. Ну, зал приветствует Ивана. Иван, в свою очередь, благодарит публику за хорошую поддержку. Сейчас четвертая пара, весовая категория до 76 килограмм. Мы видим, вот в желтых шортах выходит Мурат Исупов. Он представляет республику Саха-Якутия. Да, весовая категория до 76 килограмм. Это одна из самых жестких, наверное, весовых категорий, потому что это в любом виде спорта, потому что вот именно весовая категория до 76,4 килограмм, да, это потому что именно Быстрота, легковеса, оказывается. они как бы и легковесы, и, ну, это вес, как говорится, среднестатистического человека, да, именно всегда очень много конкуренции именно в этой весовой категории. И явленным в этой весовой категории это двойное уважение, как говорится, потому что Двойной почет. да, в двойном подсчете именно быть чемпионом в таких весовых категориях. Ну, естественно, мы сейчас посмотрим очень интересный бой. И против нашего Мурада Исупова вышел Даржол Лупсанов. Вот он стоит, Даржол Лупсанов, сборная Бурятии. Вы наверняка, дорогие телезрители, запомнили его, когда было приветствие, когда представляли спортсмена.
Очень уверенно держался Дажо Лупсанов. Ну а сейчас покажет нам бой. Видите, он тоже благодарит и приветствует зрителей. Естественно, да, они, наверное, тоже удивлены, буряты, да, то, что столько людей пришли посмотреть. И как ты говоришь, Олег, судя по шортам, он представитель тайского бокса. Да, судя по шортам, представитель тайского бокса. Посмотрим, что покажет. Да, и у нашего тоже стойка такая, да? Ну, Исупов Мурат у нас опытный боец. Скажем так, не один турнир у нас выступал в других городах. Да, видим, что тает жесткими лоу-киками. Ночная встреча. Уже 2 лоу-кика. 2 раза. Ну, это лоу-кик, это как у тайских спортсменов, это проверка, да, спортсмен начинает проверка. Издалека выстреливает. Да. Именно такие удары дают спортсмену вот, почувствовать дистанцию, с какой дистанции, как реагирует его соперник, как защищается с такого приема, как дальше вести бой. Вот, именно вот, большие мастера именно тайского бокса так и начинают. Вот идет клинч. Да. Посмотрим, что тот и другой покажет. О, отлично, взял на болевой против сустава. Как не сдается бурятский спортсмен, просто уму непостижимо. Видим, что вот рука уже согнулась. Но, именно в дзюдо, когда идет болевой, вот так поднимает соперника, схватка останавливается. Это как защита от болевого. Но здесь мы видим, что схватку не останавливает. Очень пока да, все сдался. Ну там было видно, что захват уже плотный, уже никак не отпустит. Вот сальто назад в исполнении Мурада Исупова, да. Он очень доволен. Очень красиво и очень правильно и он сделал этот бой. Даже, наверное, не нанес ни одного удара по сопернику. Просто ждал момента и свое дело сделал. Попал в партер и видим, что бурят Лупсанов очень долго сопротивлялся и, наверное, получил микротравму именно в локтевом суставе, потому что... Ну, захват был, конечно, плотный был захват. С самого начала, как взял, я думал, сейчас он сдастся, но он долго терпел. Я думаю, ну не знаю, на что надеялся, когда вот начал терпеть. Можно было бы сразу сдаться, потому что обычно такие захваты не отпускают. Но вышли биться до конца и, естественно, ждали любой секунды, которая может решить именно вот секундное чуть-чуть замешательство, да, мог наш Исупов чуть-чуть захват отпустить, он ждал этого момента, чтобы вырвать захват, но Мурат оказался, да, таким, что очень плотно и красиво взял болевой прием. Видно, что очень много отработано. Такой захват, именно такой прием, дорогие телезрители, поверьте, надо тренировать и оттачивать очень много, чтобы именно взять такой захват. Это достигается большим трудом, ну, в смысле, процесса тренировки и прочее. Это не просто так, вот пришел, да и захватил и сделал. Да. Это результат его работы на тренировке. И 3-1 наша команда выходит вперед. Мурат Исупов добивает медаль победителя матчевой встречи в личном зачете. И дает задел уже нашей команде. Уже наша команда близка для того, чтобы стать победителем матчевой встречи. Видим, что очень рад наш спортсмен, естественно. Почему бы не радоваться такой красивой победе. И думаю, зрители тоже довольны. Да, и Лупсанов Дажо благодарит соперника. Потом на память. Да, соперники благодарят друг друга. И очень приятно видеть именно вот такие моменты, когда обнимаются соперники. И вот, дорогие телезрители, выходит представитель Республики Саха-Якутия Артур Адилбеков. Республика Саха-Якутия. Я хочу заметить, тут он выходит на ринг вместе с тестем. Секундирует ему его тесть Александр Куличкин, по-моему, да. Да, он работает в МЧС Могилы Кангаласского Уруса Первомая. Это его тесть. Нет, Адулбеков приходится ему зятем. Зятем приходится, да. Ну а против Адулбекова на ринг выйдет Константин Балаганский. Вот он уже стоит на ринге. Видим, какой боевой вид у него, да? Ждет соперника, когда.
Да. Довольно такой фактурный вид у бойца Бурятии. Посмотрим, что он покажет. Видим, какой настрой у него. Стоит и смотрит в угол соперника, психологически хочет подавить. Да. Ну, да, это тактика такая, ну, Тоже. здесь очень много таких микронюансов, да, когда Конечно. спортсмены выходят, там, кто руку подает, кто кому в глаза смотрит, Да. ну, это тоже... Кто на что гораздо. Да, психологически очень. У нашего спортсмена, видите, шорты самбо написано. Да, такой интересный бой будет. Как вы говорили, наш Артур Адылбеков является двукратным чемпионом мира. Да, по универсальному бою. Довольно такой опытный боец. Да, чемпион мира это в одном названии даже, да? Да, уже. Не просто так, а даже. Да. Неважно по какому виду Да. спорта. Посмотрим, что там покажет нам. Ну что ж, удачи спортсменам, пусть победит сильнейший. Давайте посмотрим, это у нас 14-я пара. Счет 3-1 в нашу пользу. Хороший удар, но вовремя среагировал Константин Балаганский. Нырнул под этот удар, лоу-кик жесткий. Хороший прошел, ну, второй лоу-кик. Да, у нашего спортсмена очень длинные руки, ноги, да. Естественно, это преимущество надо использовать. Что он и делает, да. С дальних дистанций выстреливает ногой. Вот, еще один лоу-кик. Да, 3 жестких лоу-киков пропустил Балаганский. Ну, мне кажется, ему отлично. голову бить ногой Балаганскому не с руки. Да. Вот, еще прошел лоу-кик. 4-й лоу прошел. Он не защищает эту ногу. Не знаю, к Это чему его это может минус, привести. вот, Да, уже- вот 5-й лоу. Уже Это, пятый. это уже, наверное, серьезно. Ну, Адылбеков уже учил, он боец опытный. Учил, что у него слабое место вот это. И вот сейчас Ну, с голову. Ну, методично так начинает, кажется, по ноге бить. да, и по фактуре Балаганского видно, что он, наверное, очень надеется на удар свой рукой. И надо Он- не подпускать. Вот Он сзади уже пропустил, ногой, да, вот. уже опять. Да, жесткие удары ногой. Еще один, еще рукой его. Да. Вот, уже все. Пробил. Пробил. Сейчас еще туда ударит. Вот. Останавливает. Там капа вылетела, да? Да, чемпион уже- мира. Ну, невозможности вести в бой уже вот. Остановили. Видите, вот на ноге уже Да. гематома. Гематома. Синяк огромный. К завтрашнему дню он еще будет больше. Просто, да, если дальше продолжал, он вообще упал. Я Да. считаю, что вовремя остановили. Да, правильно остановили. И думаю, Балаганский не против Да, того, не что против, остановили да. этот бой. Ну, он сам понял, что это, кажется, не против, не возмущается ничего. Сам видит, что уже не боец, кажется. Да, поздравляем Артура Адылбекова с победой. Очень хороший бой, очень правильный и тактичный бой, да? Всё, Ну, увидел. грамотно, видно, рука, как говорится, мастера. Человек сразу почуял, где что, как. И, соответственно, и там уже лупил по одному и тому же месту. Что Да. и дало результат. Ну, когда первые 3 удара прошли лоу-кик, сразу стало понятно, что это Да. уже серьезные удары прошли. Да. А когда в 5-й раз уже Балаганский уже дал понять, что ему уже больно, и что нога пробита, просто да, уже нетерпимо было. Я думаю, Константин уже в дальнейшем будет уже делать выводы, как защищаться от таких Да, ударов. работа какая-то, да. Каждое соревнование, каждый турнир спортсмен же дает, как говорится, опыт, и он, соответственно, впоследствии должен давать себе отчеты, как дальше выступать, какие были ошибки, какие эти. Да, вот, Соответственно, хромает. Вот да. видите, гематома. Соответственно, Балаганский, я думаю, впредь будет хорошо защищаться вот от таких ударов. Казалось бы, ну, пропустил вот такие удары, да? А на самом деле, видите, какой результат? Да, поздравляем Адылбекова Артура, показал очень красивый и зрелищный бой. И наша команда выходит вперед со счетом 3-1. 4-1. 4-1, да. 4-1. 4-1. И Ну, вот остается сейчас последний бой, и это уже как бы получается для команды такой бой, который можно проиграть, но нежелательно, да? Получается. Счет 4-1 уже нам нас уже не догонит Бурятия. Да. И
Со счетом 4-1, наверное, уже более спокойно можно выходить на ринг. Ну, суть, как говорится, тут именно в самом виде спорта, что турнир состоялся, как говорится. Не столь важно, кто победил, как говорят, победила дружба. Ну, факт то, что вот именно турнир вот состоялся. Все, готовится к выходу наш Александр Моторин. Да, Республика Саха-Якутия будет представлять Александр Моторин. И против него выходит, уже на ринге стоит Михаил Рубцов. Ну, это праздник спорта. Это Да. праздник спорта. Действительно, те, кто пришли посмотреть, они не пожалели. Это такой праздник спорта. Мы благодарим, что подарили нам организаторы. И впредь будем тоже ждать такие бои. Видим, что есть большой интерес. И давайте посмотрим последний бой. Ну, у нашего Моторина более внушительный вид. Посмотрим, что Рубцов покажет, противопоставит. Последний бой. Весовая категория свыше 90 килограмм. Ух ты, с разворота пытался ударить. Да. Если бы этот удар пришелся был в цель, Да. ох, как не сладко было бы Да, нашему хорошо. сопернику. Да, Удар называется бэкфейс, обратный лад. Ну, Рубцов, видите, довольно-таки тоже. ну, очень хорошо защищается. Ну, Моторин представитель боевого самбо, вот единственный у нас человек, который представляет именно чисто боевое самбо. Да, выходит. О, болевой на ногу. То, что обычно делают самбисты. Например, по дзюдо нету болевого на ногу. Для болевой на ногу можно проводить в самбо. Видим, что школа самбо присутствует. Ну, сейчас в центре ринга, потому что там уже за край ринга выходили. Посмотрим. Как дальше? Вот, еще раз берет, видите, ну, Да, тот, кстати. да, кстати, кто тоже ждет, видно, тоже тот, видно, знает, как защищаться. да, как защищаться именно. Он довольно-таки опасно вот схватил. Посмотрим, как он. Да, за шею вот схватил на удушающий, да? Да. Одной рукой только, по-моему, ничего не выйдет. Сейчас, наверное, будет стойка. Да, поставили стойку. Ну, даже такие моменты, когда вот захват берется за шею, даже когда идет не полное удушение, но все-таки чуть-чуть подавливает, это тоже очень сложно соперник, сбивает дыхание. Ну да, соответственно, закрывает же полосу воздуха. Что ж, очень интересное начало раунда. Был и партер, были и со стойки удары. Вот посмотрим, каково будет продолжение. Хорош Коленова. Отличный зацеп. Не отпускает голову Рубцов просто. Это такая защита. Но все-таки Моторин рисует более выгодную ситуацию. Но видите, Рубцов не отпускает голову. Он еще выходит на удобное положение, да, для себя. Моторин сейчас. Посмотрим, что он сейчас. Отпустил Соперник. захват головы. Вот начинает бить сверху. По-моему, нельзя бить затылок, да? Да, затылок не разрешает. Что и вот рефери делал замечание. Вот, Вот на это болевой, вот. видите, опять плотный захват такой, О. все, оттуда уже не уйти. Как это так, Саша может так сам представитель боевого самбо вот на такую вот попасть. Ну, тем не менее, Рубцов сделал свой коронный видный прием. Да, поздравляем Рубцова. Очень эффектный болевой прием. Ну, это, Счет 4-2. да, 4-2. Впереди команда Республики Саха-Якутия. Ну и выиграла, все. 6 было рейтинговых. Да, 6 рейтинговых, 6 матчев, 6 Матч. боев матчевых. Матчевые, да. Да, 2 проиграли, 4 выиграли. Но ничего страшного, те спортсмены, которые проиграли, обязательно сделают для себя выводы. В следующий раз уже будут совсем другие бои. И, естественно, те, кто сегодня выходили на ринг, они являются самыми сильнейшими бойцами сегодняшнего дня в своих республиках. Мы всех спортсменов, всех отважных бойцов благодарим за то, что они вышли на ринг и с честью представили Республику Саха-Якутия. Ну, мы, как говорится, сегодня впереди, а завтра надо обязательно еще тренироваться, чтобы и в следующий раз быть впереди. Да.
очень дружные спортсмены. Александр Моторин и Михаил Рубцов на ваших экранах. Это был последний бой, дорогие Вес телезрители. выше 90. Да, вес выше 90. Да, идут поздравления. Поздравляю. Несмотря на то, что проиграл, ничего страшного, это был бой. Ну, это спорт, кто-то Да, это должен спорт. выиграть, кто-то проиграть. Я думаю, это не конец света, чтобы переживать так. На то оно и спорт. Кто-то сильнее, кто-то слабее. Да, Поздравляет Миша его, как это, земляки, представители Бурятии. и вот командное награждение и кубок матчевой встречи получает сборная команда Якутии. И вот команды все встретились на ринге, и все благодарят друг друга за бой. Естественно, нет ни у кого никакой обиды. Да. Да, и вот заветный кубок сейчас получит наша команда. И от каждого спортсмена здесь зависело многое. Именно каждый, выходя на ринг, как мы уже говорили, выходил представлять всю республику. И здесь уже не единая, не какой-нибудь клуб, а единая команда. Да, уже командный дух появляется у ребят. Уже ребята уже болеют друг за друга. Естественно, получают больше уважения от зрителей, от тех, которые люди пришли посмотреть на эти бои. И я уверен, что после такой победы, после таких боев, в следующий раз в зале 50 лет победы еще Бой был будет тяжелый, больше народа. соперник достойный, самбист, а я в основном не борец, ударник. Но я постарался, просто долго занимался и упорно, и поэтому только победил. Тут нет такого, что всегда сильнее. Тут есть в данный момент, кто лучше натренировался. А кто-то, может, нагрешил, того и Бог наказал-то. Или плохо тренировался, или решил, что он просто круче всех. Такого не бывает. Надо тренироваться, тогда победишь. Вот высказал свое мнение. Михаил Рубцов. Соперник хороший попался, просто ошибку допустил, руку отдал. С удушающего ушел. Да. Время мало на земле давали. Если можно было выиграть. Ничего сложного. Ничего, это спорт, нормально все. Молодец, Александр Чуть-чуть Моторин. не хватило. Вот. А так все нормально. Инициативу ему дали, просто он был более активен. Равный бой был. Ну все, что еще? Все впереди, да? Все впереди. Дальше еще посмотрим, может возьмем еще реванш у него. Вот так вот. Тимур Третьяков был. Еще күштах, акавсо. Ты летишь, туступ Говорит, что очень хороший функционал, хорошая борцовская подготовка своего соперника. Ну и очень большое желание было победить. Ну и показал, показывал тайскую школу бокса. И победу посвящает своей семье и своим друзьям. Это был Вячеслав Савин. Говорит, что я попался под его коронный удар. И после, говорит, турнира я с ним общался, говорит, и он сказал, что это был хороший коронный удар. Да, представитель Авена Бетантайского улуса. Надо хорошо еще потренироваться, говорит. Очень достойный соперник им попался. Как тебе бой? Как тебе соперник? Думал, бой будет длительный, оказался короткий. Мурат Юсупов. Сделал то, что учили. Спасибо тренеру Янкову, Жене и Михалычу. Соперник каким оказался, его сильные стороны? Ничего, даже ничего не почувствовал, даже как, не знаю, что вышли, так получилось. Смотрю, победил, да? Ну, готовился к победе всегда. Ну, и будем дальше биться до победы. Все, спасибо. Все. Как тебе сегодняшний бой? Соперник какой тебе попался? Все нормально, такой соперник. Да? Ну, может, чуть подстать, но ничего. Я думаю, реванш будет, обязательно выиграю. Ну, видишь, Так все вроде настроен, как говорится, маленько расстроился. оптимистично, молодец. Он молодой боец, вот Салончик. Бой провел, думаю, то, что удачно, в принципе, выиграл. Как бы, довольно-таки сильный соперник попался, просто не ожидал. Я думал, просто изначально думал, то, что выиграю, как бы. Ну, победа вообще с трудом пришла, удалась вообще. Главный бой, но такой серьезный.
3 раунда, конечно, тяжело мне было, но, соответственно, главный соперник такой, достойный такой был. И, ну, и то, что представители здесь, как бы бурятская община, да, вот, Арсалан Жаргалович встретил нас хорошо вообще. Ну, вот все, то, что здесь организация, вот это все вообще отлично, мне понравилось, от души, честно. Алдан Буданаев. Адылбеков со своим хороший, думаю, может, настройка его подвела или сгорел. В общем, я огромную благодарность выражаю своему тренеру Александру Степановичу Куличкину, который готовил меня к этому бою, а также второму тренеру Егорову Евгению Михайловичу. Спасибо им огромное. А так соперник у меня был сильный, я так-то видел его на различных турнирах. Но не ожидал, что быстро закончится. Да. Его сильная сторона какая у соперника? Сильный он самбист, он должен был бороться. А как бы я настроился на это, не дал бороться. Выиграл ударом. Все? Как тебе соперник, как тебе бой? Ну, соперник более молодой, получается, ему 19 всего. Ну, бой нормальный, я думаю. Не зря тренировались. А так бой нормальный. Да, за счет чего победил? За счет, ну, если честно, за счет школы бокса я выиграл. Ну, считаю, вот, кандидат в мастера спорта по боксу и уже завершаю карьеру. Ну, нормально, я считаю. За счет рук. Это был Иван Хлопков. Ну, соперник достойный. Ошибку допустил. Надо было выждать. Ну ничего. В скором будущем, наверное, встретимся. Реванш хотим делать. Его сильная сторона какая, оказывается? Не понял. Сильная сторона его какая у соперника? Ну, сильная сторона. Не могу сказать. Короткий бой был. На болевой подбор. Заржол Упсанов. Завершилась матчевая встреча между сборной Бурятии и сборной Республики Саха. Ну, я доволен, по крайней мере, своими воспитанниками. Тут я выражаю благодарность тренерам, которые работали в подготовке этих спортсменов. Просто у нас первый состав, скажем так, 1 апреля участвует в городе Москве по конкурсным единоборствам. Там некоторые первые номера выехали туда, и поэтому тут мы пробовали наш, как бы скажем, второй состав. И они не подкачали, и с победой 4-2 выиграли у бурятов победу. Я в целом доволен турниром и бойцами. Дорогие телезрители, матчевая встреча закончилась со счетом 4-2. Думаю, все довольны. Отличная организация турнира. Ну а для вас у микрофона работали спортивный комментатор Олег Марков и помогал комментировать заслуженный тренер России по восточным единоборствам, президент Федерации панкратиона Республики Саха-Якутия, организатор турнира Семен Владимирович Лукин. Занимайтесь панкратионом, любите панкратион, и мы вас ждем в следующих соревнованиях. Спасибо, до свидания.